Кстати, говорят, уже трансляция, да, идет? Вот, кстати, да, кто-то... нет, да. Может быть, что-то это не нас, наверное. Это у нас. Это у нас. Давай. Вот это первая камера, да? Не знаю. Это вторая. Где вторая? Ну что, вот, давай делать уже что-то. Давай. В общем, место есть. Людей надо. Надо человек, который может что-то собирать. Есть место? Ты хочешь уже в эту субботу? Нет. Я почему-то думала, что в эту субботу думаю, Могу что в ничего не делала. Могу в эту, два года. У вас вместо субботы? Да. Ну вот, чисто, может, до суммы. До суммы. Нет, у нас слишком много, поэтому для сумок, наверное, слишком достаточно, просто для девушки занята. Я тогда тоже займу для нее, да? Какую тему? Давай про Новый год. Давай. А вот кого будет еще раз? С чем встречать Новый год? Проходите, пожалуйста. Вот мы познакомились. Аня, Да. очень рада. А я тебя там выискивала, мы сейчас были наверху. Короче, девчонки, опять я вас с Аней познакомила. Это Аня. Это женщина, которая делает прекрасных нас женщин. Это женщина, которая делает прекрасных мужчин. А это девушка, которая... Подробнее. Нет, слово женщина, оно комплиментарно на самом деле. А вот та, как раз женщина, она развлекает и дает путешествовать всем. Вот. Я вас очень рада здесь видеть, девушки. На самом деле. Я ждала какое-то волшебство. Да. Что мы куда садимся? Вот сюда, вот этими ставим. Все, мы здесь. Мы около дверей, как всегда. Ой, мы правильные места выбрали. Слушайте, интуиция нас не подвела. Мы просто спросили, сколько мы сели сюда. Аня, ты молодец. Да. Человек в зеркало. Мы там были, нас сюда доставили, пойти. Мы кормили ее, чтобы поехать. Куда девать сумки здесь, Сережа, держи. Ты обещал. Так, что не знаю? Да, пожалуйста. Богдан, прошу тебя. Слева. Директор проекта. Ничего. Вот так вот всех подключила и вот так делаю. Мы зашли, здесь так и было. Есть предложение начать. Ты сейчас не выкал туда? Нет. Ты включи, наверное. Там, да. Не знаю, кажется, зачем я его взяла. Слышно меня? Вот так слышно хорошо? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Компания Ростелеком в очередной раз рада приветствовать блогеров города Ижевска. С большей частью из вас мы уже знакомы, с кем-то знакомимся сегодня впервые. Вот, ну и встречаемся мы сегодня в очередной раз не просто так, а по случаю. И случай этот приезд в Ижевск директора проекта школы ЖЖ Дарьи Карапуловой. Это я. Сегодняшнее наше мероприятие проходит не только за этим круглым столом, мы его транслируем онлайн на сайте компании Ростелеком. Я думаю, что вы легко сможете найти в Твиттере и в других аккаунтах, да, в других блог-платформах эту трансляцию по поиску в том числе. Так что нас с вами сегодня слышит и видит практически любой желающий, у кого есть интернет, и кто немножко понимает по-русски.
Вместе с Дашей за одним столом справа от нее находится посол живого журнала в Ижевске Марат Кабанов. Ну а слева от Дарьи представитель компании Ростелеком, директор городского телекоммуникационного узла города Ижевска Богдан Хаба. Кратко расскажу о регламенте нашего сегодняшнего мероприятия и мы приступим. Сначала на правах хозяина, принимающей стороны, Богдан скажет пару слов для вас, да, приветственных. Затем мы, наверное, предоставим слово Марату Кабанову, послу живого журнала в Ижевске. И затем Даша возьмет бразды правления мероприятием в свои руки и расскажет все, что сегодня известно про его живой журнал, и может быть даже побольше. Вот если ни у кого нет других предложений, можем придерживаться этого регламента. Да, желающие высказываться, пожалуйста, это могут делать. На столах стоят микрофоны. Нажимаете кнопку, загорается красная лампочка, и можно говорить. Вас услышат не только в этой аудитории, но и в любом уголке мира. Итак, Богдан, пожалуйста, приветственное слово компании Ростелеком. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги, друзья, кого нельзя причислить к связистам, но тем не менее все мы сейчас собрались ради одной цели: познакомиться, знать больше друг о друге, о том, кто что в сети делает и как это делать лучше. Вот мне очень приятно, что аудитория наша раз от раза от каждой встречи растет, прибавляются новые люди, в то же время и старые знакомые посещают наши мероприятия, что радует, значит, мероприятие интересное и пользуется популярностью. Вот, добро пожаловать, и надеюсь, это будет для вас всех полезным. Пожалуйста. Слово Да, коллеги, всех приветствую. Большинство я здесь знаю, кто присутствует в зале, кто-то знает меня, Марат Кабанов. На самом деле я считаю, что хедлайнер сегодняшнего вечера это все-таки Даша, и я очень прошу вас задавать вопросы, потому что у Даши большая компетенция, она очень много знает, она действительно занимается этим очень плотно. И от себя хочу добавить, что назначение мое состоялось совсем недавно, это случилось в начале ноября, и я только-только начал свою деятельность, поэтому добро пожаловать. У меня на страничке есть информация, которая, возможно, будет вам полезна. Там же вы можете задавать вопросы мне, а там же есть мои контакты. Вот, спасибо. Спасибо, Марат. Даша, вам слово. Добрый вечер, всех очень рада видеть. Наверное, я бы хотела начать, на самом деле, свое выступление вот оттуда, чтобы не сидя. Есть ли вот микрофончик, с которым можно гулять? Микрофончик, с которым гулять, наверное, нет, но... Или меня все услышат? Конечно, да. все слышат. Тогда я отправляюсь туда, вот, чтобы вы смотрели и на меня, и на слайд. Хорошо слышно? Да? Да. Супер. Хотела бы буквально вот эту презентацию минут на 10 рассказать о том, что такое Live Journal, какое место он занимает в холдинге, который у нас появился в медиа, ну и какие-то там цифры, статистика, то, что может быть любопытно. Начну, наверное, с того, вот, что такое школа ЖЖ. Она появилась чуть больше, чем полгода назад. Она, ну, как бы, можно сказать, с появлением нового руководства в отделе маркетинга, с появлением нового главного редактора, меня, директор по маркетингу Live Journal, это Олег Бармин, у него oleg.zh.rf, по такому коротенькому имени можно легко найти. Марк Иланский, главный редактор, и я руководитель проекта «Школа ЖЖ», собственно, который создан был для того, чтобы начать какие-то движения в регионах. Сейчас мы видим статистику, и там будет видно, сколько сейчас занимают регионы, да, вот сколько процентов пользователей, да, и ну, как бы наше желание этот процент увеличить. Вот, потому что в регионах мы видим очень большой потенциал, и я думаю, что вот то, что нас здесь собралось столько очень много человек, это, наверное, самое масштабное, по-моему, после Астрахани точно школа ЖЖ. Вот. И это, в общем, доказательство того, что регионы активные, они хотят быть активными, и мы хотим эти инициативы поддерживать. Live Journal выходит в структуру медийного холдинга Субмедиа. Помимо ЖЖ, то ЖЖ это такой основной как бы флагманский проект, но не коммерческий.
что у нас есть? У нас есть газета.ру, это традиционная интернет-СМИ. Чемпионат это про спорт, Ледигол про путешествия, это агентство, которое занимается, в общем, рекламное агентство, обычно, которое занимается всеми проектами, чем-то более. Кьюта про автомобили, еще буквально недавно открылось, вернее, ушло в свободное плавание сообщество для родителей Летидор, родителей наоборот. Изначально это было развивалось как сообщество в ЖЖ, самое обыкновенное сообщество, которое именно, скажем, развивалось с целью выйти именно как свободный отдельный проект. И еще тоже не так давно появилась «Ответ планет», такие люди, значит, в мантиях и шапочках, это экологическая история. Вот. Вот и, в общем, все про наш холдинг. Следующий слайд. Распределение аудитории по странам. Вообще, ЖЖ уже около 13 лет. 5 лет назад он стал принадлежать российской компании, российскому холдингу, изначально это американский сервис. Поэтому видно, что США вроде как присутствует, но сейчас Россия победила, потому что в общем, сервис пришел к России по духу, в тему, и сейчас Америка живет, чем мы, например, отличаемся от Америки, да? Америка живет как сообществами, у них нет такой популярности, да, именно в каких-то отдельных журналах, это все сообщество, про звезд, про кулинарию, про детей, все что угодно. И они именно действуют в рамках сообщества. У нас же люди, как это, не знаю, особенность русской души какой-то, да, все хотят быть звездами, или, это громко сказано, да, но во всяком случае быть заметными как личности, это здорово, поэтому у нас больше развиты обычные, свои журналы, а сообщество, чуть менее развиты, хотя тоже есть очень интересные. Также есть у нас офис на Украине, сейчас там произошли небольшие структурные изменения, известный популярный блогер Бегдан стал руководителем по маркетингу на Украине, начались назначения первых послов, они чуть позже. Еще есть, остальные страны, это понятно, это вероятно всего, что это русскоязычные пользователи, которые пишут оттуда, или некоторые пользователи, кто использует уже как обычно Blog.com. В Сингапуре дела обстоят совершенно иначе, там тоже есть наш офис. Они не имеют таких блогов, как мы, да, то есть что пишут о себе или о своих компаниях. Это просто интернет-магазины. Они вообще повернуты очень на шмотках, и на моде. И поэтому, то есть, используя интерфейс ЖЖ, они продают свои вещи. То есть каждый журнал это какого-то магазина. Дальше. Это к вопросу о том, что ходят слухи, что ЖЖ умирает, все плохо. Это неправда, это статья была запущена пару лет назад в Максиме. И ничего общего с правдой она не имеет, потому что рост аудитории ЖЖ выше, чем рост аудитории всего интернета в целом. Данные на май 2019 года, имеют это также стабильно. Как раз то, что я говорила про города России, то есть это почти 48%, то, что занимают регионы ЖЖ, мы хотим, чтобы вот этот кусочек торта регионам достался больше, чтобы активность больше проявлялась. Москва, понятное дело, что в ней сосредоточена практически сейчас вся основная благосфера, и некоторые крупные города. Откуда приходят люди в ЖЖ? 50% прямого трафика, это понятно, что люди знают, куда идут, знают, у них есть любимый журнал, они имеют свой журнал, поэтому заходят сначала к себе и потом дальше уже серфят. Очень важно отметить для себя то, что поисковый трафик уже достаточно занимает большой объем. Говорит о том, что поисковики любят ЖЖ, ЖЖ очень хорошо индексируется, и у меня есть своя личная история на этот счет.
как-то после школы ЖЖ в Липецке, это одна из первых школ была, по-моему, да, даже самая первая, выездная. Я сижу на лавочке в парке, это было дело летом, и проходит мимо молодой человек и спрашивает: Даша, это вы? Я говорю: да, я. Вот. И он мне рассказывает историю о том, каким образом он меня нашел. Вот, потому что потом меня нашел еще в соцсетях. Такая история. В Липецке стоит металлургический комбинат, который занимает половину города, другую половину города занимают как бы дома, строения, где люди живут. И город спроектирован так, был, вернее, завод относительно города, с учетом рода ветров, чтобы все вредные выхлопы завода убегали куда-то в обратном направлении от города. И, собственно, я об этом написала. Информацию я взяла тоже из интернета, покопалась, да, про Липецк посмотрела, и Википедия, да, которые тоже поисковики очень хорошо любят. Вот. И написала об этом в своем рассказе про Липецк. Вот. И, собственно, человек нашел, да, вот, как бы, у меня был единственный пост про Липецк. Вот, больше у меня, в котором была фраза про розы ветров. И вот, что называется, он его нашел, он его прочитал, но потом дальше он, что называется, нашел меня, и потом, это чисто случайно, чтобы встретились, но тем не менее, вот так вот это может работать. Вот. Очень много посещений ЖЖ, например, во времена, когда были всякие оппозиционные там, да, движения, кто-то давал там Навальный, Ксения Собчак, да, то есть те люди, которые ввели свою деятельность в ЖЖ, взяли, избрали как такую платформу, да, даже рубль, можно сказать, для своей деятельности. Вот. Так что это заметно. Соцсети записать, ну да, понятно, потому что соцсети это не некая оппозиция ЖЖ, да, потому что это соцсети, да, это для общения в рамках своих друзей, коллег. ЖЖ это платформа, где больше рассчитано на то, что читатели будут искаться по интересам, а не только твои близкие друзья будут читать. Вот, поэтому антиш. Дальше. Кто все эти люди, которые сидят в ЖЖ? Это основной возраст 25-35 лет, пополам мужчин и женщин, с высшим образованием, с работой и, в общем, разных родов деятельности. Вот, так что вот такая вот хорошая, можно сказать, аудитория ЖЖ. Вот, я думаю, что как раз все сидящие здесь олицетворяют эти графики. Дальше. Вопрос о том, что ЖЖ зарабатывает на платных аккаунтах, это неправда, их всего 1%, и все остальные это люди пользуются бесплатными аккаунтами. Чем хорош платный, ну я думаю, кто-нибудь есть пользователи платных аккаунтов здесь? Нет? Ну, окей, это правда, потому что я поднимаю 1% руку. Это расширенный возможность смотреть расширенную статистику, больше картинок, больше места на диске, ну и все прочее. Я попозже об этом расскажу. Так, следующий. Ну вот, собственно, мы дружим со всеми возможными социальными сетями, через которые можно и логиниться, и оставлять комментарии, и, в общем, соответственно, и шарить свои записи, создавать ссылки на свои записи во все эти сети, которые просто есть. Так, кажется, это последний, там еще, наверное, один должен быть, да? Да, вернемся назад, это потом. Так, все, я возвращаюсь на свое место. Так, ну и здесь уже микрофон. Наверное, вот я просто заранее знаю, что возможно такой будет вопрос про послов. Немножечко расскажу о том, кто такие послы, почему они были назначены и какова, в общем, в чем заключается их деятельность. Буквально тоже вот около полгода назад у нас возникла такая идея, чтобы каким образом можно развивать регионы.
у региона должен быть свой лидер, потому что те регионы, в которых, например, губернатор ведет, ну или какой-нибудь политик, или какой-нибудь популярный бизнесмен ведет свой блог, обычно за ним идут. И ну вот хотелось, чтобы в каждом регионе был своеобразный лидер. Вот. И поэтому мы придумали идею с послами, стали их назначать. Марата Кабанова уже все знают, его уже представили. Вот. И, собственно, задача быть лидером региона, развивать благосферу. И, наверное, в общем, пока все. Так, наверное, начну. Вообще, вот скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто уже является пользователем ЖЖ. Здесь есть вообще те, кто вот есть? Все, да? Почти. Почти. Ну, хорошо. Вот, это хорошо, потому что расскажу о каких-то новых фишках, которые появились сейчас. Вообще, вот многие годы ЖЖ не изменялся совершенно никак, то есть он как был создан много лет назад, так и работал на тех ресурсах, которые были, но сейчас идут разработки, поскольку сервис достаточно тяжелый, сложный, они не появляются на введение все сразу. Вот. И кое-какие уже фишки были представлены в последнее время. В первую очередь хотела бы сказать про фотохостинг. Кто-нибудь пользовался уже новым фотохостингом удобным? Нет. Нет? В чем его отличие, да, потому что если раньше можно было загружать только по одной картинке, картинка была 640, да, пикселей по длинной стороне, она открывалась там в отдельной странице, чтобы посмотреть больше. Сейчас уже картинка кликабельна, да, вот это все встречается все реже и реже, потому что на самом деле вот Сергей Доля, он популярный блогер, да, он сейчас у нас номер 1, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Он приучил всех блогеров к большим, вкусным, красивым картинкам. И поэтому, если картинка, фотография шириной во весь журнал, это хорошо, не нужно никуда ходить открывать, это экономит и время, и делает журнал более презентабельным. Вот, поэтому новый фотохостинг позволяет грузить сразу пакетом фотографий, выбирать сразу несколько из папки выбрать, загрузить. Если нужно поменять порядок, то там легко мышкой их, после того, как они загрузятся, их поперетаскивать и тут же загружать в пост. То есть сделать там большой фоторепортаж стало гораздо проще. Они вот так вот превьюшками располагаются или вниз идут? Они в самой рамке, вот где именно, когда вы только загрузили, они располагаются превьюшками. Соответственно, слева направо. Вот это как раз у меня был такой вопрос. Да, вот. Но потом, после того, как они, там можно их структурировать в альбом, и после этого вы нажимаете «Отправить», они идут в пост, но они уже идут полноценными кадрами, именно с той шириной, которую вы, там можно задать ширину, да, либо поставить оригинал, либо, если загрузили, допустим, большие картинки, то там будут урезать их по удобной. Как набрать, чтобы вот этому научиться? Это новый фотохостинг? Как и набрать? Вообще он находится... Где это? Я не могла найти. У меня как раз этот вопрос очень наболевший. Это все там же находится, то есть форма редактирования. На самом деле, вот я просто знаю, что очень многие пользуются всякими симаджиками и прочими клиентами для того, чтобы писать ЖЖ, но вот мне кажется, что сейчас уже вот именно сам ЖЖшный онлайновый редактор, он гораздо удобнее и интереснее становится. И вот как раз именно там находится этот ресурс. В визуальном редакторе, там, где значок «Вставить картинку», там появится, вот если вы на него нажмете, там окажется «Загрузить», да, вот такое всплывающее окошечко. Вот. Надо сделать «Загрузить все». Много. Там загрузить, открывается окно, но там уже дальше, да, там уже все очень понятно и интуитивно будет. То есть загрузится какое-то количество, вернее, выберете какое-то количество фотографий, выстроите их в посте по своему там, по порядку и нажмете «Загрузить все», они в посте выстроятся именно таким образом. То есть они выстроятся превьюшками, они вниз вот так уйдут? Нет, в посте они будут именно так, вот, чтобы красиво, чтобы одна за другой вниз. Да. Без превьюшек. А с превьюшками нету такого? Нет. Чтобы они рядышком. Извините, это может только у меня вопрос, да, может быть, я, может быть, просто.
отвлекаю, извините. Ну, я могу Нет, потом, нет, конечно... не превьюшками, да. Они, вот, ну, как бы в зависимости от того, как вы сами решите, насколько у них будет большой размер. Вот, потом появился социальный капитал. Ой, можно попросить тишины? Да. Вот, социальный капитал — это интересно. Это, если раньше рейтинг пользователей выстраивался по посещаемости, по количеству читателей, подписчиков, точнее, да, то есть сейчас, ну, как бы рейтинг по посещаемости остался, но основным позиционируется рейтинг по социальному капиталу. Это своеобразный такой честный срез аудитории каждого блогера. Каким образом он формируется? То есть там осталась та же зависимость от количества подписчиков, но они, скажем, также зависит социальный капитал и от их активности. То есть если на меня подписывается какой-нибудь крутой блогер, но после этого ко мне не ходит, хотя бы раз в месяц, то, ну, как бы, не идет мне баллы в мой социальный капитал. Вот, соответственно, чем активнее будут ваши друзья, тем выше будет эта позиция. Также и ваша активность тоже влияет, как часто вы пишете в свой журнал. Потому что, например, если писать меньше 3 раз в неделю, то вот именно по этому фронту он будет отставать и не давать как бы нарастать. Да? Буквально недавно вроде бы поменялись критерии роста социального капитала. Да, его перерасчитали. Кто-то подрос, кто-то упал там, да. И сами критерии изменились. И теперь, я, насколько знаю, важно даже не активность твоих, скажем, друзей, да, а то, насколько часто ты публикуешь посты. То есть тот, кто тупо постит там по 20 постов в день, у того растет социальный капитал. И он одинаково зависит от твоей собственной активности и от активности друзей, потому что если там человек будет постить по 10 записей, но никто их не будет читать, никто не будет смотреть, у него не будет расти социальный капитал. То есть здесь такой вот, ну, как бы баланс. На самом деле, сама по себе формула секретная, вот, ее знают там 3 человека в нашем офисе. Мария, можно еще вопрос? Да. Вот раньше рейтинг формировался как раз вот по популярности, да, поскольку он просто просмотрела. А сейчас именно социальный капитал будет являться там критерием, да, выхода в топ или что-то? Ну, выход в топ именно записи, если брать, да, запись это по количеству, по просмотрам, да, запись по просмотрам, да. А на что тогда будет влиять потом? На рейтинг пользователя, вот в списке пользователей. На рейтинг влияет. Да. Ну и потом просто еще будут привязываться новые возможности для монетизации, и которые будут зависеть как раз именно от социального капитала. Вот. У нас звезда другая, мне кажется, сегодня. Ну вот, потом появились такие кнопочки, как репост. Если раньше было можно просто перепостить запись, то теперь возможность сделать репост. То есть, допустим, если у вас какая-нибудь классная запись, вы вставляете себе эту кнопочку и там, ну, либо просите, либо кто-то действительно самостоятельно ее расшаривает к себе в журнал. Она попадает в ленту других, ну, как бы в ленту друзей того человека, но при этом комментарии все равно идут в ваш журнал. То есть не то, что вот, знаете, как раньше, да, перепостил, и комментарии собираются у того человека, кто перепостил. Сейчас нет, сейчас все собирается в одной оригинальной записи, да. Остались оба этих, ну, скажем, обе этих возможности, и репост, и перепост, они мало чем отличаются вот так вот на словах, но технически имеют такие именно отличия. Ну вот еще из интересного, недавно, наверное, видели в журналах, как появилась промо, да, промо такие блоки у популярных блогеров. Пока что они только имеют возможность только пользоваться социальным капиталом больше 500 и возможность пользоваться. Ну, во всяком случае, это, скажем, для других людей это возможность за небольшие, очень небольшие деньги попасть в, ну, как бы увеличить охват себе, охват своей какой-нибудь записи, попасть в, например, в аудиторию кого-нибудь популярных блогеров, там, Сергея Доли, Артемия Лебедева, если кого-то.
Так. Ну и еще такая, ну как бы это не сказать, что новая фишка, но она старая и полезная. Вот у многих френд-лента достаточно обширная, и как ее читать, например, да, вот у меня около 2000 людей, которых я читаю. Я их читаю, естественно, не за раз, вот, а все они распределены по группам. Сразу, например, я там сделала себе для души 2 группы, отдельно мальчиков, отдельно девочек, но это так под настроение. Ну и, соответственно, рабочие какие-то, те друзья, те люди, с которыми я виделась вживую, там, например, да, то есть каким-то образом так их структурирую и так легко искать нужных людей, либо просто читать ленту под настроением и не думать, как же прочитать все эти 2000 сообщений в день, что называется. То есть если их структурировать, то потом он выдает сноски на эти группы, да? Читать? Не сноски, там вот, когда открываете ленту друзей, там есть возможность сверху, да, вот в табличке будет в плашечке верхней. Будут группы будут, вот эти. Да, фильтры, фильтр, да, и можно по этому фильтру настроить, да, и читать только тех, кого вот хочется читать именно в этот момент, или посмотреть те журналы, которые нужно почитать, потому что вот, кстати, еще забыла добавить про послов. У посла есть возможность ставить записи в Мастрит, это главная страница, блок на главной странице, такой он находится под топом записей, зелененький. Соответственно, это такой новый инструмент, который помогает увеличить охват по какой-либо теме. Мы всегда рады новым темам, и когда послы нам присылают их много, это очень приятно. Вот, мы коллегиально выбираем ту тему, которая туда пойдет, но достаточно у нас демократичные критерии, поэтому если вы написали пост, который действительно классный, но вам нравится, либо он поднимает какую-то острую проблему, то присылайте эту ссылку Марату, вот, и она дойдет до нас. То есть посол это не конечное лицо, которое определяет уже? Нет. Будет это пост? Да. Вот. Ну, действительно, прежде, чтобы пост попал на главную страницу, он должен быть вкусным, красивым, интересным. И вот я бы хотела тоже поговорить о том, каким образом оформлять публикации свои. Там, на самом деле, секреты достаточно простые и понятные, они в какой-то степени относят и к журналистским приемам, газетам, но, тем не менее, наверное, стоит там взять на заметку несколько таких приемчиков. В первую очередь это оформление. Вот я бы хотела вот как раз тот самый слайд последний, который запишите себе или зафотографируйте эти ссылки. Потому что, честно признаться, теми стилями ЖЖ, которые предлагаются, по умолчанию, они достаточно страшные. Вот. И, а все-таки блог это какой-то, тут сравнили, да, что Light Journal это такой дом, который строили чебурашки с Геной, у которых не было друзей, и они, пока достроили этот дом, они подружились. И, естественно, и ходили там друг к другу в гости. И, естественно, в гости наверняка ходили к тому, у кого квартира уютнее, у кого там пахнет пирожками вкуснее. Вот, то же самое и здесь. Чем уютнее будет журнал, тем приятнее, да, тем, конечно же, да, он будет привлекательней. Большинство людей визуалы. Поэтому то, как все представлено, это будет влиять на выбор, оставаться на этой странице или нет. Yoksil.lightjournal.com, эта девочка, она работает у нас, она занимается версткой и в свободное, что называется, от работы время для души делает дизайны для ЖЖ. И вот первая ссылка lj.yoxil.ru это генератор стилей, где вы сами можете выбрать себе определенный макет и дальше сделать тот фон, который нравится. Сразу хочу сказать, что если в журнале много букв, что называется, да, то лучше всего выбрать просто белый фон, потому что для чтения обычный книжный формат, он привычнее и приятней.
Вот. Journal Covers — это сообщество, в котором можно подобрать уже готовый стиль, чтобы, что называется, там, ну, не морочиться. Прошу прощения. Это мой стаканчик, я спасибо. Вот. Там можно уже в сообществе выбрать тот стиль, который вам нравится. Так, ну, можно переключиться на первый слайд, чтобы нам вещало там Light Journal. Потом, это что касается оформления. Потом на привлекательность самого журнала влияет еще то, насколько структурирована в нем информация. F5, если нажать, то будет вообще на весь экран. Вот. Соответственно, вот в ЖЖ есть теги, метки, и многие, что называется, наивно полагают, что они влияют на индексацию. Это не так, это исключительно инструмент навигации. Поэтому не стоит, например, в тегах писать там Ижевск 2012, школа ЖЖ и все прочее. Это метки внизу текста вы имеете в виду? Ну, они либо внизу, либо это зависит от стиля журнала, где они стоят, но в общем, можно, вот что называется, кто начинает, только можно заранее себе подумать о том, каким образом будет структурирована информация, но чтобы этих рубрик не было больше 20. Я где-то так считаю. То есть пускай это будет, допустим, возьму, к примеру, путешествие, кулинария, автомобиль и там личное, дневничок, что-то закрытое, может быть, да. Они должны быть достаточно широкие. То есть, не стоит тежить каждое путешествие именно, например, меткой с названием города. Потому что вы, скорее всего, побываете там один раз, поэтому найти будет гораздо проще и удобнее именно по метке путешествия, чем по среди сотен меток с названиями разных городов. Я говорила, да, что они не влияют на индексацию, а, собственно, чтобы запись попала в поисковики, нужно, соответственно, уделить внимание заголовку и тому, как составлен текст. То есть, как по правилам SEO или там есть нюансы? Те же самые правила SEO. Да, в общем-то, употребление. Только, естественно, желательно, конечно, это делать достаточно деликатно, потому что правила SEO это иногда выглядит страшно некрасиво, да. То есть берем ключевые слова точно так же, делаем заголовок с ключевым словом, с каким-то, или с понятием. Да, если есть задача именно для того, также разбиваем на абзацы, там красиво, внутри абзаца, да, допустим. это про оформление это я отдельно поговорю. Переходим. Еще как раз вопрос о периодичности. Для того, чтобы не страдал социальный капитал, нужно писать не меньше 3 раз в неделю. И, скажем, ходят в те журналы, да, в которых уже точно знают, чего ждать. Я сегодня утром поймала себя на мысли, я когда ехала в поезде, думаю, я почитаю про Удмуртию, про Ижевск. И у меня открываются, поисковик выдает первую ссылку на какой-то городской портал и вторую ссылку на Википедию. И я прохожу мимо городского портала и иду на Википедию, потому что я знаю, что там информация структурирована уже так, как я ее знаю. Я знаю, куда тыкнуть, чтобы найти. Первое будет герб, информация, справка о населении, о площади. Дальше какая-то историческая, да, будет справка про промышленность, про людей и все прочее. То есть уже привычный сценарий, к которому и в этом сценарии чувствуешь себя уютно. Как сделан сайт города? Одному Богу известно, что называется. Все они по-разному. Поэтому как раз и метки, и периодичность может помочь как раз в том, чтобы люди не терялись и, например, знали, что по понедельникам выходят какие-нибудь статьи с фотографиями о том, как прошли выходные. По вторникам вы пишете на ту тему, которую вы, скажем, допустим, посвящаете своей работе или там еще чему-то. Тоже, кстати, к вопросу о том, когда писать, немножечко
перескочим. Хорошее время, да, вот, для публикации — это утренние часы в будние дни, с понедельника по четверг, это 8 или 9 часов утра, потому что это как раз люди либо просыпаются за чашечкой кофе, смотрят ленту, либо приходят на работу, и пока тоже либо чашечка кофе, либо раскладываются, и немножечко передохнуть после дороги, да, тоже открыть журнал и посмотреть. Это хорошие часы для публикации записей. То есть запись, скажем, ушедшая в журнал в 8 утра и та же запись в 12 соберет абсолютно, получит разные охваты и, соответственно, соберет меньшее количество комментариев, та, которая запущена позже. Вот. Потом в пятницу, да, пятница плохой день, да, или с одной стороны плохой, потому что части уходят в кабаки, с другой стороны кто-то остается сидеть, досиживать, там, в 4 часа работа кончилась, а шеф говорит сидеть до 6, вот мы сидим до 6, что называется, в интернете. Вот. И хорошее, в общем, время для каких-то расслабляющих публикаций, день сисек еще, как некоторые говорят. Вот. Так что такое время. И выходные дни, не такие уж они, скажем, плохие, и народ тоже сидит в интернете, они хороши для больших размышлений, для больших текстовых публикаций, потому что есть время никуда не торопиться, и в 8-10 вечера можно запостить такую запись, и в пятницу, в субботу или воскресенье, и быть уверенным, что ее прочтут. Простите, пожалуйста. Да, можно небольшая ремарочка? Да. Если можно, коллеги, предлагаем пользоваться микрофонами. Вот те, у кого есть, нажимаете кнопку, и можете говорить. Слышим, да? Вот лично мои наблюдения по поводу активности в интернете, как раз наоборот, суббота, воскресенье, это и пятница вечером, это наоборот минимум активности, минимум комментариев. Это... И я вот на своем опыте убедилась, что лучше что-то серьезное в субботу не писать. Лучше это делать в будние дни. Нет, серьезное, то, что хочется, это действительно это время буднего дня, но есть там какие-то, что называется, размышлизмы или там... Вот именно размышлизмы. Ну вот, почему бы не на субботу? Ну, может быть, мы что-то разное понимаем под размышлизмом. Просто, может быть, в Ижевске какая-то другая жизнь, но в субботу практически, посещаем резко падает, и никто в интернете не сидит, не читает, а потом это уже как-то все уходит в ленте, это все теряется. Да, естественно, то, что было запущено в пятницу, уже в понедельник навряд ли кто-то прочитает, если только это не какой-нибудь яростный поклонник вашего творчества. Вот. Основные дни — это будние дни и утро, то есть, это такое общее наблюдение, у каждого оно свое, потому что, например, я не делаю публикации в пятницу, потому что я знаю, что лично моя аудитория, она не придет, но это, опять же, это какое-то время требуется для того, чтобы это понять и именно понаблюдать за своей собственной аудиторией, каким образом и когда она приходит. На самом деле это еще зависит от того, о чем вы пишете и для кого, потому что если это, допустим, журнал с красивыми картинками какого-нибудь развлекательного характера, скорее всего, его будут смотреть люди на работе. Если это, не знаю, там, мамский журнал, то понятно, у мам есть собственный график, по которому они живут, и или там кулинарный, я не знаю, то есть, кстати, например, у меня подруга ведет кулинарный журнал, и бывает, что к ней приходят люди и приходят совершенно какие-то стародавние записи, и о чем это говорит? Во-первых, о том, что кто-то ищет какой-то рецепт, и он хорошо проиндексировался, и во-вторых, что ЖЖ — это классная площадка для хранения информации, а информация оттуда никуда не денется, никуда не исчезнет и будет жить, в общем, долгое время, до тех пор, пока вы сами не решите, что ей там не место, скажем, либо по каким-то причинам не продолжаете свой журнал. На самом деле, недавно обратился человек и говорит: я хочу в ЖЖ разместить книгу, у меня PDF. Я говорю: а есть ли текст? Он говорит: да, есть текст, но я думаю, что картинка лучше. Я говорю: как же лучше картинка, когда... И я его попросила главами, если есть, писать эту книгу, каждую публикацию. Он начал, он не хотел сделать эту книгу популярной. У него задача просто, чтобы ее могли найти и могли прочитать. То есть это такая своеобразная Википедия.
А вот по поводу... Где кнопка-то? Вот эта, да? Вот по поводу аудитории вопрос у меня такой. Есть какие-то там инструменты, чтобы наращивать аудиторию? Чисто ЖЖшные? Ну, наращивать они скорее... Через сообщество заходить или как? Да, тоже вот где брать друзей, да? Да. Вопрос такой, во-первых, ну как это делать в сетях, допустим, я знаю, там там по-другому это все происходит. Вот в ЖЖ, наверное, есть какая-то специфика. В ЖЖ, то есть если, например, вот я знаю, что наверняка вот здесь найдутся поклонники стендалон блогов, да, понятное дело, что на раскрутку стендалон блога нужно применять, ну, что такое стендалон блог? Отдельно стоящий блог на отдельном домене. Ну, например, там Вася.Пупкин.ком. Соответственно, там нужно применять и SEO-шные инструменты, если нужно заплатить денег для того, чтобы этот блог попал в поисковики и хорошо там светился. В ЖЖ это все-таки больше время затратный, то есть, да, это время, и, ну, скажем, не все сразу и быстро происходит, то есть, ну, могу поделиться там собственным опытом о том, как у меня происходило. Вообще аудитория откуда появлялась. На данный момент у меня 4700, это тех подписчиков, но просто статистика еще, по статистике я вижу, что в день до 10 до 15 тысяч человек приходит, особенно в день, когда появляется какая-то запись, то есть я понимаю, что есть люди, которые не являются пользователями ЖЖ, но тем не менее смотрят, либо просто не логинятся, либо вот как моя мама, например, я знаю, что она читает и следит, вот, но при этом в ЖЖ не зарегистрировано и комментит мне на телефон. Каким образом, да, у меня получилось набрать эту аудиторию? В далеком 2007 году мне приятельница подкинула диск с очень веселой песней. Вот если кто-то заходил ко мне в профиль, у меня там висит видеозапись. Это была песня Петра Налича «Гитар». Я видела. Вот, и я тогда не знала кто такой Петр Налич, и просто, ну, как бы легко было выучить эти слова и спеть эту песню за рулем. Тогда это было там, ну, что называется, миллионы просмотров, все счастливы. Ну вот, и когда я пришла в ЖЖ уже писать свое имя, все сказали: это же ты, Даша, та самая, да, и вот таким образом пришло 500-600 человек первые. Ну вот. Я вдохновилась этим стартом, вот, и уже стала думать о том, каким образом, потому что, ну, как бы, мне было, ну, некуда девать свои собственные фотографии, проявлять свою наблюдательность, а мне хотелось это делать, и хотелось кому-то это показывать, кроме там близких людей, чтобы не в стол. Вот, и я стала искать релевантное мне сообщество, в которое я могла бы публиковаться. Фотографии. Это сообщество, ну, путешествия, либо какие-то городские, да. После того, как я куда-то съезжу, я публиковала и в городское сообщество, и в какое-то общее сообщество. Потом я делала очень много заметок о Москве. И, ну, как бы о Москве тоже есть несколько толковых сообществ. И вот сейчас такое, скажем, одно из моих любимых сообществ, оно появилось не так давно, но очень быстро, ну, в общем, его создательница Анна не верила, что получится настолько круто. Сообщество «Один мой день», оно сейчас в рейтинге у нас, в рейтинге сообществ первое, это хороший старт для того, чтобы заявить о себе. То есть суть в чем? Рассказать о том, как проживается день одного человека, рассказать о себе, рассказать о своей деятельности. Какой пост там может быть интересен? Ну, вот, например, у меня после там первый пост принес мне около 50 друзей, второй около 30 и третий около 70. То есть вот, ну, таких показателей можно добиться, если сделать супер интересную публикацию. Вот. А как ее сделать? Ну, можно посмотреть, вдохновиться какими-то хорошими примерами в самом журнале. Из моих наблюдений очень хорошо идут мужские дни и профессиональные дни. То есть, когда человек чуть-чуть приоткрывает какую-то тайну, да, своей работы. И даже можно сказать, чем более обычный и искренний получится пост,
обычный день, в смысле, да, то есть, ну, такой, не то чтобы там каникулы на Багамах, это, мне кажется, ужасно скучно, вот, а гораздо интереснее прочитать то, как живет обычный человек, вот, и такие публикации собирают, и можно, кстати, добавить какую-то и спорную часть, то есть, ну, я не знаю, там, ну, какой-нибудь противоречивый факт о себе обязательно по этому поводу поговорят, ну, если вы готовы, вот. Ну вот, и красиво, с красивыми фотографиями оформить, и можно вот такой вот старт для себя, да. Можно у меня еще один вопрос, который меня очень мучает? Вот там кнопка материалы для взрослых. Кто решает? Это я решаю, для взрослых это у меня материалы или нет? То есть это моя ответственность. Если я публикую, ну, допустим, я должна заявить, что это материалы для взрослых сама. Да. Но где граница? Вот что уже является материалом для взрослых? Ну, наверное, это как бы это где-то прописано, но понятное дело, вот что... Где это взять? Где это взять? Вот хороший вопрос. Потому что я собираюсь это публиковать, я как бы не могу решиться, потому что есть вот эта ответственность, да, есть определенная ответственность, да. И кто ее несет. То есть ее несу я как публикатор, ну, как честно говоря, я обратила внимание, человек. Потому что у меня тоже были такие материалы для взрослых, которые я не помечала. Но когда я заходила в свой журнал, не залогинившись, он мне давал предупреждение о том, что согласиться, что мне есть больше 18 лет, вот, поэтому он каким-то образом... Ну это для индексации же так понятно, чтобы это не попадало в детские, при индексации руки, это понятно, чтобы в журнале дети не видели. Ну, то есть вот кто отвечает, а если я опубликую, посчитаю, что это не для взрослых, а кто-то посчитает, что оно для взрослых, вот это может мне какая-то ответственность прилететь или что? Нет, навряд ли. Или нафиг все, что подозрительно для взрослых, все закрывать? Нет, оно все... Грудь голая, все закрывать сразу. Нет, что за это... Вот кто это решает вот, на самом деле? Нет, ну вопрос серьезный, ребят. Ну, сейчас, наверное... У меня стоит творчество из-за этого. Да. Ну, не надо бояться, на самом деле, достаточно вспомнить посты Тёмы Лебедева про там, лучшие сиськи месяца, и, ну, как бы журнал живет, и все окей. Вот. А он это закрывал? Вот хороший вопрос, я знаю, вот не знаю, ставит он или нет, потому что я захожу всегда залогиненная, и... Ну, на самом деле, вот я говорю, что вот я по своим, я просто узнаю поконкретнее этот вопрос, просто никогда с ним не сталкивалась. Давайте потом спишемся. Да, вы потом напишите, я обязательно постараюсь. Я с вами подружусь. Вот, но... И замучаю вопрос. Да, но когда я сама такие публикации делала и не оставила, они, видимо, у меня, ну, где-то заметили. То есть все-таки что-то там вот надо выяснить. Может, да. Посмотрим, да, классный вопрос. Все оживились, да? Ну вот, и мы ушли немножечко в дебри, но ладно, все в рамках. И немножечко про точки входа или о том, как формировать свою запись. Ну, первая точка входа, заголовок, это 90% успеха, как говорится. Хороший заголовок, он ну, как бы зацепит человека в ленте, потому что либо человек, если просматривает, а большинство просматривает записи в своей ленте друзей, должен зацепить. Поэтому вот стоит потратить какое-то время на сочинение остроумного заголовка, если действительно, ну, это важно для того, чтобы, ну, чтобы эту публикацию заметили. Вот, потом вторая точка входа — это картинка. Сейчас то, что я вот говорила, да, то, что ЖЖ, он привык к большим картинкам, и, ну, вообще это факт, что большинство людей визуалы, вот, и картинка для привлечения внимания, пускай это будет либо коллаж из всех фотографий, которые потом будут в публикации, либо одна из лучших фотографий, не обязательно первая по смыслу, да, пускай она будет просто как общая иллюстрация всего того, о чем будет говориться, либо, ну, вот, ну, понятное дело, что не все фотографируют, не все делают свои фотографии, и можно найти просто... Но если большая картинка, то надо готовиться к платному аккаунту, я так понимаю. Потому что там же есть ограничения. Я вот специально их уменьшаю, потому что там есть ограничения
по количеству этих гигабайтов или чего? Ну, это понятное дело, что я их уменьшаю, потому что в любом случае, если картинка загружена в интернет в оригинале, она будет просто долго открываться. Пускай вы поставили ограничение там по ширине, допустим, 800 или 900, да, но она вся большая, она будет вот так вот на медленном интернете долго загружаться. Поэтому, ну, как бы изначально подрезать картинку под интернетовый размер, это, ну, как бы бон-тон. Вот. Вторая еще? Точка входа — картинка, поняли, дальше. Картинку из интернета, если тырили вы у кого-нибудь, желательно подписывать, особенно что если взять картинку из журнала другого человека, то ну, как бы и подписать, то скорее всего, все обычно топовые блогеры, они занимаются поиском своего имени в ЖЖ, и ну, таким образом, ну, может, и заметят, если о чем-то интересном с их иллюстрацией написано. Потом это небольшой такой кусочек текста, который бы, ну, такой тизер своеобразный или хук, как угодно. То есть крючочек, который бы зацепил глазами, ну, как бы, тех людей, которые бы уже вот, ну, как бы поймались на ваш крутой заголовок и вкусную картинку. Вот. И здесь им нужно дать понять, о чем будет эта публикация в двух словах. То есть если, ну, вы видели в журналах, обычно там вот сверху маленький такой бриф жирным текстом выделяется, да, можно не использовать это выделение, хотя почему бы и нет, просто на самом деле с форматированием лучше сильно не перебарщивать, вот, с текстом, я имею в виду с оформлением. Вот. И вот такая точка входа. Ну и, соответственно, если пишется большой текст, то желательно по 4-5 строчек разбивать по абзацам. Это значительно улучшает восприятие, чем вот, ну, читать какую-нибудь длинную котлету. Лучше это будут такие небольшие отрывки, вот, и, которые легко и по диагонали прочитаются и даже не будут восприниматься как большим таким талмудом. Вот. Еще очень важно подкат, если запись если запись длинная, да, ее, ну, как бы это правило хорошего тона вставить все в подкат, но и как раз возможность еще создать еще одну точку входа, потому что у подката можно написать читать дальше, вернее оставить дефолтное, да, по умолчанию, которое стоит, а можно придумать какой-то второй заголовок, который бы тоже соблазнил читателя пройти именно туда. И в таком случае, то есть в статистике засчитается, что человек, когда он прошел подкаст, соответственно, он уже прошел вашу запись. Хотя сейчас, если кто заметил, кат открывается без загрузки новой страницы, а на новой странице. То есть, вот, с одной стороны удобно, с другой стороны. Так. Как у нас со временем? Окей? Времени достаточно, мы не торопимся. Да. Тем более, что мы знаем, люди, которые сейчас скрываются и не выявляют себя, готовят самые дерзкие острые вопросы. Да, супер. И даже один из них вот мы будем показывать. Да, давайте вопросы. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы знаем, что вы готовили их, ожидая мероприятий. Ну, пока вопрос. У меня есть вопрос. Есть? Пожалуйста, конечно. Вот я так и не поняла, Дарья. Насчет фотографий. Есть инструмент в ЖЖ, чтобы я как в Фейсбуке разместила их вот рядом превьюшками и открывала потом? Или нету все-таки этого инструмента? Нет, я не смогла его найти, я всю школу вашу проштудировала. Это альбомы, но именно как где хранить фотографии. Не хранить, а чтобы они показывались? Нет, показываться они будут в каждой публикации именно друг за другом вниз. Друг за другом вниз. А чем вам не нравится? Наоборот, оно сразу видно все в большом формате. Люди, которые привыкли к сетям, и там эти альбомы превьюшками открываются, вот им это... Альбомы там не то чтобы превьюшками открываются. Ну, видно маленькие вот эти картиночки, их раскрываешь, как бы, да? Вот. Но с другой стороны, чтобы показать вообще сам фотопост, мне кажется, это вот общая картина, общее настроение создает именно как раз вот такое вот, ну, либо последовательное описание, либо вот такое. Ну тогда получается только подкат убирать это все, чтобы оно вот так вот в ленте далеко не висело, да, получается?
То есть одну фотографию оставляем, все остальные, пускай их там 2, то вторая идет подкат, но просто подписывайте, сколько их там. И получается, если я хочу в одной фотографии показать весь альбом, я должна сделать коллаж. И да, первый его коллаж. сделать. Вот, кстати, для коллажа рекомендую программу. Вот есть ли инструмент какой-то? Да, есть инструмент, он не ЖЖшный, он вообще бесплатный и гугловский, Picasso 3 называется, в который подгружаются все фотографии, подгружаются, и можно сделать коллаж одним движением руки. Ну, либо вот еще онлайновый Pixlr. Pixlr. Да, так и пишется, Pixlr. Ну ладно, это мне не помогает, ладно. Тут ЖЖ постоянно предлагает новую форму просмотра записи. Она мне, новая форма не нравится, я от нее постоянно отказываюсь. Ну, бог с ним, пока можно отказываться. Вот, можно ли будет потом отказываться с ним, переведут ли нас в приказном порядке на новую форму? Переведут. Уже сказали, что переведут. На самом деле, ну, как бы, всем не нравится новое, очень, ну, как бы, мы привыкли к одному интерфейсу, да, и когда что-то появляется новое, то становится страшно и непривычно, но ничего, ремни пристегивать научились в 2000 году, по отдельным полосам перестали ездить в 2011, так что, ну, вот, как бы, это вот, если сравнивать, да, автомобильное движение, да, ну, вот, то форма записи новая мало чем отличается от старой. Наоборот, мне кажется, что стало удобнее она тем, что если старая запись это маленькое окошко, но когда ты пишешь большой пост, надо прокручивать одно окошко внутри другого, то сейчас все одной, все видно сразу. Простите, а в чем дискомфорт? Ошибка с терминами, не новая форма записи, а новая форма фронтленды. Фронтленды? Да. Новая форма записи мне нравится, от новой формы фронтленда активно нет. Ну потому что она не в вашем стиле. Нет, на самом деле тогда в вашем стиле останется просмотр. То есть, ну, как бы я смотрю ленту в собственном стиле, в том стиле, в котором у меня идет журнал. Мне не нравится тот факт, что, скажем так, нет сбоку этого списка тех постов, которые вообще, в принципе, были бы в старой форме на моей странице. То есть, ну, это я говорю, что это просто вы просматриваете в своем стиле ленту, да. Вот, нет, тут эта возможность останется. Останется в старом стиле, да? Вот. На самом деле, новый стиль это техническая страница ЖЖ, которая она же есть, эту страницу все могли уже видеть, кто подключил новую систему комментариев, в которой можно легко вставить картинку, то есть если сейчас в комментариях нужно знать какие-то основы HTML, чтобы вставить картинку, да, какие скобочки поставить, какой там... С картинкой нет проблем, с видео проблема. Вот видео вставить в комментарии я не смогла. Хотя целый час делала, гуглила и все. Да, может быть проблема в том, что нужно в самом, например, если берете запись из YouTube, то там есть возможность... я знаю эту возможность, она не сработала. Там параметры. Такие есть, поставить, взять старый код записи. Да, старый код записи, он не сработал. Не поставилось. Не оставилось. Это мне нужно переключиться на что-то. Прошу прощения. Да, давайте следующее. Сергей, есть вопрос, Сереж, пожалуйста, если можно, к микрофону, чтобы зрители видеотрансляции тоже его услышали. Да, вместе. Микрофон. В принципе, вот так кричит. Так слышно. Микрофон. Кричи, Серега, кричи. Вы можете больше сказать, я вам выжу. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему ЖЖ, СУП вообще практически не уделяет внимания разработкам и усовершенствованию мобильных версий? Вот мобильные версии, честно, у них противно работать. Могу согласиться насчет... почему? Когда вот гаджеты... Версии. Не знаю, они практически все одинаковые, то есть я этим пользовался, и Android, то есть, неудобно, то есть функционал там минимальный. Но на самом деле всему свое время, только начались разработки вообще данного функционала, в том числе вот появились новые комментарии, новые записи. Кстати, новая френд-лента, еще там появится такая возможность в ней просматривать, как находить себе новых интересных людей. В общем, про мобильные версии придет и им время. Сервис достаточно большой и сложный, поэтому не делается очень много вот так вот по щелчку пальцев.
Вот, и очень, ну, как бы все новые фишки, они сначала тестируются, потом еще раз тестируются, и потом только выходят, исправляются баги. И, то есть, ну, как бы, это процесс, в котором заняты, ну, как бы, одни и те же фактически программисты. Да? Сначала они закончат с одним, потом начнут другое. Ну, вот, а по поводу ленты, еще появилось такое сообщество Friends Times называется. Это возможность, можно, Friends Times, так оно и называется. Человек, который на него подписывается, имеет доступ по определенной ссылке к ленте друзей-друзей. Вернее, не друзей-друзей, это там появляются записи, в которых ваши друзья оставили комментарии. Ну, вот пока комментарии, да, то есть, ну, как бы, в дальнейшем эти, ну, как бы, спектр этих возможностей будет расширяться, но вот пока те записи, в которых отметились те люди, которых вы читаете, они будут появляться там, то есть это, что называется, если хочется свежей крови, новых людей, то можно туда сходить. А это что это, как называется? Это Friends Times. Это я записала. А что это? Где-то подписаться надо? Это сообщество. Сообщество. Да? Даже скажите, а как бы вы вообще охарактеризовали аудиторию ЖЖ? Насколько она сильно изменилась по сравнению с началом нулевых годов? Чем отличается на современном этапе от аудитории Фейсбука, других популярных блог-платформ? Насчет аудитории нулевых годов мне самой судить я могу только по рассказам, потому что я пришла уже в 2009 году. Вот. Но как раньше, это, ну, как бы, как я могу сказать, старички сейчас очень сетуют на то, что, мне кажется, мы слишком стали, новые ЖЖ-пользователи слишком активны, мне кажется. Вот. Но как бы, вот, как я вижу нового пользователя ЖЖ, это активный человек с активной, ну, возможно, там, жизненной позицией, которому, ну, скажем, не безразличны многие вещи, он имеет время, имеет желание об этом писать. Вот. Каждый человек, кто-то какую тему себе выбирает, в общем, за такую тему и радеет. Вот. А чем отличается от Фейсбука? Ну, как бы сам инструмент, он формирует пользователя, да, то есть, ну, как бы там же сильно одни и те же, да. Есть расхожее мнение, что, скажем, аудитория ВКонтакте более молодежная и школьная, да, аудитория Фейсбука более интеллектуальная и более взрослая. А какое место занимает в отношении этих блоговых платформ, ну или социальных сетей, аудитории ЖЖ? Ну, просто, да, вот я уже говорила, что ЖЖ это блоговая платформа, а не социальная сеть, потому что, ну, социальная сеть рассчитана на то, что в ней сидят уже, как правило, ты имеешь контакт уже со знакомыми людьми, которые либо твои коллеги, либо твои друзья. Вот. А все-таки ЖЖ, он несколько иначе устроен и заточен на то, чтобы, ну, как бы, к тебе приходили люди, не обязательно тебе знакомы, но просто интересующиеся тем, что ты пишешь. По аудитории, ну, как я уже говорила в презентации, 25-35 лет это основной, как бы, костяк аудитории. Вот. Так что это взрослые, образованные, работающие люди. Тем не менее, получается, аудитория значительно помолодела, да, если мы сравнивать с начала нулевых? Да. Ну и с начала нулевых-то они все уже на 10 лет постарели. Ну вот. Еще мы знаем, вот, когда мы готовились к мероприятию, мы собирали разные вопросы, и людей интересовал самый разный спектр вопросов. От того, являются ли аккаунты проститутка Кэт или Харден Буш проектами, мистификацией или живыми людьми, до того, чем привлекательный живой журнал и почему не стоит уходить на стендалон. Собственно, вот, наверное, о том, являются ли те или иные аккаунты мистификацией или это живые люди, буду обращаться к вам, вы скажете. Ну, в какой-то степени да, потому что, ну вот на одном из наших мероприятий «Рында года» была проститутка Кэт, но, честно... Живая? Ну, вроде как да, но я представляла себе, ну, я никогда ее не читала, но представляла себе вообще более романтический образ женщины такой профессии, вот, а она пришла в бандане на лице и ела или пила через бандан. Ну, в общем, как-то это все было очень нелепо и неловко, вот.
Поэтому мне кажется, что это не она. Ну так, я не знаю. Мистификация. Да, это мистификация. Алексей, вопрос. Дарья, здравствуйте. Существует мнение, что аудитория ЖЖ, Live Journal, в последнее время, ну, какой-то уже срок теряет популярность. То есть люди уходят в Твиттер, на какие-то альтернативные платформы. Есть ли у вас данные о том, как развивается аудитория, может быть, вы готовы поделиться информацией по Ижевску, по Удмуртии? То есть насколько у нас блогосфера развита, либо все-таки в упадке, как мне в том числе кажется. То есть люди ушли в Твиттер. Ну, у вас есть человек, который, ну, например, вот почему люди ушли в Твиттер? У вас есть такое, ну, как бы соображение на этот счет? Ну вот я уже лет, не знаю, может быть, лет 7 сижу в интернете, анализирую примерно по своим подписчикам. То есть люди стали менее активно комментировать, меньше подписчиков стало в ЖЖ. Людям гораздо проще в 140 символов вписаться, своевременно высказаться. То есть вот мысль появилась, тут же ее высказал в Твиттер, все. То есть вечером у человека уже не хватает сил. Да, но проблема в том, что мысль, высказанная в Твиттер, живет 2 минуты, потому что потом она теряется в ленте других мыслей, и, как правило, ее, во-первых, не найти, а во-вторых, ну, как бы, ну, не знаю, вот какова цена этой мысли, да? Ну, и вечером уже про нее не хочется писать, то есть можно 2-3 поста это все раскрыть. Нет, ну, хорошо, если есть такие заметки, вот я, например, пользуюсь всем. Нет, я тоже пользуюсь всем, но вот мне кажется, что аудитория ушла. Есть ли у вас цифры? Ну, наверное, ушли те, кому это показалось, ну, как бы не по силам, условно говоря. И как показывал вот, майская статистика, да, если взять вот, то, что я показывала на слайде, аудитория ЖЖ растет больше, чем даже аудитория Твиттера или аудитория всего интернета в целом. Мне все-таки кажется, популярность ЖЖ падает, и вот появление послов во всех российских регионах, это, видимо, один из шагов как-то аудиторию вернуть. Это не шаг аудитории вернуть, а именно шаг стать ближе к своей аудитории. Вот, и, ну, как бы, вот, опять же, такие встречи, это вот мы с вами с глазу на глаз беседуем, ну, вот, рассказываем, вот, я не знаю, кто-то развиртуализируется здесь, да, потому что, не знаю, я понимаю, что там некоторые друг другу знакомы, а некоторые видят друг друга в первый раз. То есть цифр популярности блогосферы, в частности, в Удмуртии, у вас нет? В Удмуртии нет. Ну, вот, на самом деле, нельзя сказать, что удмуртская блогосфера настолько упадочная, иначе бы вот здесь не собралось бы такое количество людей, как мне кажется. А вот к вопросу об удмуртской блогосфере, вы что-нибудь до этого вообще о блогерах в Удмуртии слышали? Ну, у меня есть подруга, да, отсюда, которая меня каким-то образом нашла, и мы с ней подружились. Сегодня я была у нее в гостях в старом домике, да, улица Бородина. Как вы выбрали вообще вот Ижевск, чтобы посетить здесь просто такое мероприятие? На самом деле это все зависит от активности посла или вот... Как раз его заслуга, да? Его заслуга, абсолютно точно. Вот просто продолжая техническую линию, скажем так. Вот ЖЖ в последнее время нередко показывает козью морду. Бывает такое дело. Бывает, да, и... Козел Фрэнка имеется в виду. Да. То, что там сервер перегружен, там не может отвечать и так далее. Вроде как то же самое ВК тем страдает этим гораздо реже. Вот вообще от чего это зависит? От DDoS-атаки идут или еще что-то? Ну, DDoS-атаки идут постоянно, только очень многие, вернее, почти большинство никто не замечает. А самое сильное, это как раз тоже относится действительно к технической стороне, потому что чем мощнее сервера, тем не страшнее DDoS-атаки. Вот. И сервера у нас стоят в Америке. Тут, кстати, про сервера интересная история. В Казахстане, если вы знаете, ЖЖ заблокирован, и из-за этого и Киргизия страдает соседняя. Ну, по той причине, что про Назарбаева там или про его родственников написали какие-то нелицеприятные факты и решили заблокировать не конкретный журнал, а весь ЖЖ сразу. Вот. И одним из условий, да, переговора было: давайте поставим сервера в нашей пустыне, на что мы как бы улыбались. Ну вот, сервера стоят в Америке, вся информация, несмотря на то, что компания принадлежит, ну, ЖЖ принадлежит российской компании, вся информация защищается законом американским. Ну, вот. Ну, а что касается DDoS-атак, ну, важный такой вот сервис же, где, ну, бывают, появляются противоречивые какие-то вещи, и, ну, кто-то против этого идет, ну, такими способами. Вот. Но как бы большинство DDoS-атак, они незаметны для пользователя, хотя они идут постоянно. Но самые мощные
немножечко подвешивают. Ну, вот, не знаю, в последнее время я поскольку каждый день в ЖЖ, да, вот, тоже встречал, но они достаточно быстро, быстро приходят в себя. Нет, не всегда, не знаю. Однажды так долго не приходили, пример еще, что на выборах. Что я пошла и купила себе другой клиент, стендалон. Теперь не знаю, что с ним делать. YouTube недавно тоже был такой пример, когда заблокировали да. из-за одного там 2 постов. В общем-то, потом, правда, отменили, так что тут живой журнал на самом деле не является, это уникально, все бывают такие ситуации. Ну да, тут даже вот сегодня ехала в машине, слышала новости, мы все в России ругаем, во Франции, по-моему, разрушили строители Джамшута какие-то местные французские, замок 18 века, так что, ну вот, всякое бывает. Еще технический вопрос, можно? Вот ЖЖ блокирует замечательно всякие JavaScript, то есть сторонние какие-то счетчики очень хитрые, вставку какого-то левого видео, кроме партнера. Вообще будут какие-нибудь хорошие изменения? Вставку левого видео, это что имеется в виду? Ну, например, свой сервис такой-то. Ну, вот честно не могу вам сказать. То есть видео можно, по идее, вставить, по-моему, YouTube, Vimeo, да, и там YouTube и прочее. Ну, то есть, например, когда вставляется код, который использует JavaScript, ЖЖ его успешно блокирует, и ничего не сделать. А я вот хочу поставить какое-нибудь там, что-то анимированное, красивое. Что-то анимированное, именно просто вставить видео в пост? Да. Что вам мешает выложить на другой сервис? Только на этом? Ну вот так вот. Задачка такая хитрая. Ну да, нет. Я просто на самом деле столкнулся с такой проблемой технической недавно. То есть, скажем так, это счетчик самописный. Вот. Его вставить обычным способом, стандартным, там, используя JavaScript, невозможно. Пришлось иными путями, это можно. Не все поддерживается, очевидно. Вот, давайте, если этот вопрос действительно важен, давайте его оставим на... Потом я узнаю просто в офисе у технических специалистов. Окей. Так, еще тогда вопросик. Все же, почему ЖЖ не стендалон волнует? То есть я предпочитаю стендалон блок. Вот. ЖЖ у меня просто для репоста. То есть не случится ли такой ситуации, что человек ведет ЖЖ-блог, и в какой-то прекрасный момент изменяется политика, говорят, что весь контент принадлежит сегодня нам, то есть ЖЖ это говорит. Ну вот сегодня, точнее, буквально так недавно ВКонтакте там пустили очередную фигню под названием там «Защитите свой контент», потому что ВКонтакте хочет его забрать себе. То есть перевели на самом деле от Фейсбука. Вот. Такой спамчик небольшой. Вот не может случиться нечто подобное, то есть, конечно, тут должно измениться российское законодательство. Ну, вообще, да. Не знаю, там, вулкан какой-нибудь. Но, опять же, никто не мешает, то есть, использовать фотографии пользователей ЖЖ, то есть, если там не стоят копирайты, доказать, что фотография принадлежит пользователю, достаточно сложно, то есть, что это его. На самом деле, по поводу фотографий существует тоже законодательство, и специальная компания, именно которая занимается фотографами, они как-то, как рассказывал блогер «Оттенки серого» Сергей Мухамедов, он больше 1,5 миллиона выиграл на делах с фотографиями, которые появлялись, да, но при этом как бы... Ну это уже хобби такое. Ну это да, я даже уже сказала бы принцип даже, да. Ну а вот насчет того, почему не стендалон, у меня на самом деле тоже, когда я начинала вести блог, у меня был уже зарегистрирован домен, который я на всякий случай каждый год продлеваю. Зачем, пока я его использую, тоже не знаю. Как блог я его вести точно никогда не буду. А почему выбрала так? Потому что уже есть аудитория, уже есть 15 миллионов пользователей, которые там есть. И я поняла, что мне с ними законтачиться будет гораздо проще, чем искать людей на отдельную площадку. По идее, если контент хороший, интересный, то люди должны приходить на отдельную площадку, то есть формировать фактически свою площадку для общения. С другой стороны, опять же, здесь возникает технический вопрос. В ЖЖ уже есть все инструменты это проще, да, согласен. для того, чтобы вставить запись. И достаточно широкие инструменты, которых, понятное дело, что WordPress может быть, там, то же самое, но вот я, когда начала с ним разбираться, я так и плюнула. Это не всем доступно технически, да, но в ЖЖ просто. Относительно, не знаю, конечно, может быть, чуть сложнее, чем в Фейсбуке, но не настолько, чтобы тереть от этого голову.
Поэтому, ну, как бы вот основные, скажем, основные плюсы ЖЖ относительно стендалона — это расширенные возможности, да, которые предоставляет сервис бесплатно, и имеющаяся уже аудитория. Но при этом он достаточно, по идее, много режет. Он достаточно много блокирует, обрезает функционал. То есть пользователь ограничен, в принципе, в своих правах. На своем блоге я могу делать все, что угодно в пределах законодательства страны. А на ЖЖ получается там, опять же, те же вставки какого-то кода, там, реклама всякая крутится и так далее. Да. Нет, кстати, вот есть отдельные такие, ну, как бы, стили, в которых есть возможность в боковую колонку вставить ту же рекламу. Ну, да, есть. Да, и бот можно вставлять, опять же, ограничен. Еще тогда такой вопрос по ограничению пользователей. Я просто не в курсе, по-моему, этого нет. А не появится такая вот ерунда, как появилась в Фейсбуке, в Твиттере, это оплаченные посты, которые вклиниваются в личный блог. Запись, да? Да, и как реклама. То есть не в записи, а именно появляется пост, он маркируется как рекламный, вот, и находится, допустим, всегда в топе ЖЖ. Ну вот насчет топа, ЖЖ-топ сам по себе, вот тот, который вот классический топ, он формируется исключительно по количеству просмотров и комментариев, да, но вот именно просмотров в первые часы с его публикацией. Но в том же топе можно увидеть уже две строчки. Не топ общий, а топ именно, точнее не топ, а главная страница журнала самого, вот в нем. То есть своего журнала? Да, своего. То есть я веду журнал, у меня там пара, допустим, новых постов, и тут раз появляется первым, оказывается, какой-то проплаченный пост. А у вас такое было, что ли? Нет, я спрашивал, а не появится ли такое? То есть в Фейсбуке это появилось, об этом никогда не говорили, а потом так раз, а давайте будем делать вот такие вот вещи, что там прицепленный какой-то проплаченный пост. В Твиттере такое. У вас в ленте, не в вашем журнале, а вот в вашей френд-ленте могут появиться такие публикации, которые кто-то перепостил, да? То есть, ну, как бы вы понимаете, что вы не подписаны на этого человека, но вот да. Это я понимаю. Его, да, кто-то репостнул, и вот таким образом, ну, как бы это тоже была волна возмущения по этому поводу, но опять же быстро появилась кнопочка схлопывать все репосты, и просто вы их там при желании... немножко другое. Опять же, да, вот я понимаю, именно, что не может ли измениться политика, это опять же в защиту стендалон блогов, не изменится ли политика ЖЖ в такую сторону? Если она изменится в такую сторону, то вы можете сделать наверняка, ну как бы нет. До свидания я могу сделать. Нет, не до свидания, а именно сделать так, чтобы, допустим, в вашем журнале этого не появлялось. Ну, например, да? Это я фантасмагорию сейчас говорю. То есть таких разговоров пока нет? Таких нет. Замечательно. Пока все. Коллеги, еще вопросы? Да есть у меня вопрос. Нет, это я поняла. По поводу индексации. То есть та же ситуация, как со всеми сайтами. Вот опубликовали, через какое-то время приходит машина, проиндексировала, как-то это вышло куда-то, да, по релевантности. Если через какое-то время я вдруг захотела эту статью отредактировать, добавить что-то, то индексация начинается по новой, когда придет машина. Правильно я понимаю? Ну, как на сайтах это происходит. Ну, наверное, да. Вот, нет, скорее, может быть, уже просто новая публикация будет заново индексироваться. Ну, то есть уже как бы, если я добавила материал, она заново будет индексироваться, найдется машиной. Новая публикация, да. Нет, да. Отредактированная старая. Старая. Там же добавится контент. Угу. Вот меня это очень сильно интересует, давайте потом тогда выясним это, хорошо? И второй момент, тоже связанный с индексациями. Вот если, допустим, мне захотелось откуда-то, с какого-то ресурса взять кусок, как цитату, да, и у себя опубликовать. По идее, для машины важна уникальность. И я как бы должна сделать рерайт, я так понимаю. Вы просто укажете ссылку на источник. Или я должна активную ссылку, и тогда машина меня как бы нормально воспримет и не забанит за это, как бы, вот эту публикацию. Я не думаю, что она и так забанит. Вот. Не, просто я знаю, что на сайтах, если материал не уникальный, то не индексируется по SEO. Вот здесь меня интересует, как бы, если я ее беру как цитата, вот каким образом это делается? Здесь, мне кажется, такого не будет, именно как бы то, что все, потому что, что называется, репутация самого ЖЖ, она достаточно велика, чтобы, не резать там ваш блог один, единственный. Вот. Меня волнует именно релевантность к поисковикам этой публикации, где у меня будет цитата полностью взятая откуда и не уникальная, естественно. Она, точно так же, как вот проиндексировалась моя цитата, о которой я рассказывала про липис, потому что я взяла из Википедии кусок статьи, естественно, я его не переписывала. Вот. Ссылка активная была на Википедию, да? Да, просто я пишу обычно, там, осторожно, Википедия, да, там, условно говоря. Либо не пишу, потому что и так ясно, что
называется. Ну вот этот момент. То есть, если мы берем какую-то цитату и ее не, то есть она не уникальная 100% получается у нас, нас поисковики не забанят за это, именно эту публикацию. Но я для этого должна сделать как бы из уважения активную ссылку. Ну да, просто из правил хорошего тона. Ну это просто правило, не для поисковиков это делается. Потому что, ну, как бы, часто там для каких-то публикаций, ну, вот именно берутся ссылки из энциклопедии. И это, А есть какие-то сроки, когда машина приходит? Какие-нибудь цифры есть? Когда она приходит индексировать? Вот, или как бы нету этого? Вот я просто не знаю на самом деле. Я тоже не знаю. Да? А кто-нибудь знает? Какой-нибудь можно? Ну, вообще, вот, ну, как бы... Технических есть? Достаточно там, ну, как правило, около 3 дней, мне кажется, может быть, а может быстрее даже, потому что... Ну, то есть проверять самой? Или можно у кого-то уточнить? Я проверяю, да, вот насчет этого не скажу. Ладно, спасибо. Друзья, еще вопрос. Предлагаю пользоваться возможностью, пока Даша сегодня еще здесь, с нами. Не, у меня есть вопрос. Да, пожалуйста, технически? Нет, не технически, мне просто интересно. А вот как происходит борьба, например, с троллями? Вот по приколу-то. Ну это как бороться с троллингом? Это лично каждого борьба. Вот у меня, есть... ну как бы, ну, на это абсолютно такое четкое мнение есть, что если человек, который вас унижает, беспокоит, ну как бы нельзя таких людей держать рядом с собой ни в обычной жизни, ни в интернетовой жизни. Поэтому, ну как бы блокировать. То есть только самолично. Да, ЖЖ никак не принимает в этом участие. Нет. ЖЖ блокируют только если это приходит активно сыпят ссылками в комментариях, либо там занимаются какой-то порнографической пропагандой, там, да, это ЖЖ вырезает. И указали, что это материалы для взрослых, да? Ну, там обычно так идет, да, экстремистский материал, порнографического характера, все прочее. Вот. Ну, либо просто, ну, как пришли какие-то люди в комментариях поставить миллион ссылок. Вот. Ну, ты уже пришло уведомление на почту, ты уже приходишь, а у тебя уже комментарий выпили, но пользователь запален. Вот, то есть пользователи блокируются только в рамках законодательства, ну как бы личную неприязнь, естественно, ну как бы здесь не нужен полицейский, чтобы разобраться в этой ситуации, вот, потому что вы сами понимаете, что человек, например, ну вот досаждает или ну, не знаю, вредит вашим полю, ну, вашим друзьям. Понятное дело, что если, ну, там, друзья не будут ходить в тот журнал, в котором какой-то левый вообще человек оскорбляет, да, поэтому, ну, вот, мне кажется, что надо очень сильно любить и себя, и свою аудиторию, и ограждать от таких троллей. Что касается взаимоотношений с троллями, то буквально недавно... Не, ну да, есть добрые тролли, прекрасные, с ними тоже можно их по-тихому потроллить. Мне кажется, это даже прикольно. В сообществе школы ЖЖ, если я правильно помню, видел публикации блестящие относительно классификации троллей, ну и способы взаимодействия с ними. Так что, пожалуйста, милости просим сообщества школы ЖЖ, почитайте, есть несколько постов, я думаю, что под да, один. То есть троллям полезно почитать. А насколько, кстати, ЖЖ вообще сам отслеживает уникальность контента? То есть, если пользователь просто постоянно делает, ну, даже не репосты, а именно копирование контента, зачастую без ссылок. На самом деле, как правило, это находят другие люди. Ну, да, и могут здесь... найти. Ну, вот в большинстве случаев находят, потому что вот, на самом деле мне еще вот, коллеги сказали, что некоторые знают еще про другой сервис, к которому я имею отношение, вот, Даруда, кто-нибудь слышал, наверное, да? Вот, там, например, да, вот все спрашивают, а как же вот быть с теми, кто продает на, вот, ну, получил кто-то удар, да, и продает на стороннем сайте, вот почти 100% случаев находятся эти ссылки, эти люди и прочее. То же самое и здесь, да, то есть, ну, понятное дело, что, ну, вот человек, который занимается только перепостами, даже вот, ну, как бы без, просто берет материал, да, то навряд ли его будут читать, потому что, ну, когда тырит контент у популярных людей, это становится очень очевидно. Ну, не у популярных, а просто вот человеку нечего написать, он начинает там вычитывать, потом копирует, даже может не у пользователей ЖЖ, а какие-то другие источники, то есть занимается, по сути,
так это. Из 2 мест скопировал, это уже там диплом, из 3 это кандидат. Не, ну вот, например, да, хороший пример копипастных журналов, да, это и Big Dan, Техномат, да, то есть, ну, это развлекательный журнал, но здесь как бы люди обращают внимание не сколько на сам контент, сколько, ну, как бы на человека, который этот контент для них отобрал, да, то есть, понятное дело, что это 100% копипаста, но отобранный этим человеком, ну, как бы, там, в рамках его каких-то интересов, да, значит, ну, будем говорить, что это там качественно отобранный контент, вот, то в таком случае это оправдано, и это видно, что эти журналы просто, ну, как бы популярны, и здесь бесспорно. Ну, то есть, получается... Здесь влияет уже, да, как бы такая и харизма с того человека, который все это делает, ну, как бы, вот, который, ну, как бы, вот, даже хоть копипастит, но старается выбирать самое лучшее. То есть, по идее, как бы, плагиат особо не влияет на рейтинг. На внутренний, это замечательно. Получается так, да. Кстати, вот к вопросу о репостах, мне лень читать о взаимосвязи социального капитала и репостах, но тем не менее вот хотелось бы от вас узнать, я знаю, что есть какой-то способ монетизации, связанный с социальным капиталом и репостом. Можете рассказать? Да, вот это я уже вот говорила о том, что между первой и второй перерывчик небольшой, да, там стоит такая вот плашка во многих популярных журналах для тех, у кого социальный капитал больше 500, можно поставить было себе такую при определенном стиле, там все такое. Вот, то есть это, значит, в этом журнале можно на аукционной основе разместить ну, ссылку на свою запись, точно так же, как это делается в промо на главной странице. Вот, и ну, как бы здесь жетонами вы расплачиваетесь в пользу вот как раз того журнала. Не поняла. Ну вот, например, журнал не знаю, вот у Олега Бармина, директора по маркетингу ЖЖ, у него, вот, кстати, можно зайти будет, да? Да, к коллегу, просто чтобы показать, о чем я говорю. Да? Между первым и вторым постом там будет такая, ну, как бы, плашечка, в которой он сам, либо кто-то, у меня нет этой штуки, я пока не готова. Куда идти? Коллегу, Олег. Да, Олег Фридом. Есть у вас? В поиске, наверное. Не, просто вот, ну, в этом, в строке вместо Public Belong, да, можно поставить, вот, ну да, либо здесь просто Олег Фридом, в одно слово. Вот. И, соответственно, когда кто-то публикует в этом рекламном блоке свою ссылку на свою запись, то он платит вот в тот журнал, в который он публикует. То есть это актуально именно для тех, у кого более 500 СК, да? Пока да. Вот. Но и там просто на самом деле слишком, ну, как бы, ну, ищет. Ага. Достаточно невысокие ставки, и вот таким образом можно попасть в аудиторию, там, то есть, как бы, например, с каким-нибудь, не знаю, своим постом, который подходит, ну, как бы могут быть интересен аудитории конкретного какого пользователя. Понятное дело, что, например, аудитории, там, может быть, Олега по путешествию не очень будет, да, интересно читать, но вот вы с этим постом можете прийти клейк делать. Вот. То есть способ монетизации актуален только для тех, у кого более 500. Пока да, потому что пока сейчас это находится, вот сюда, пока находится в тесте. Вот. И тоже оплатить за перепосты, это в том случае тоже, когда, если появилась запись, если ну, нужно так, чтобы она как бы разошлась как горячие пирожки, можно поставить, платить за перепосты, вы публикуете ее, и как бы, те люди, которые перепощивают, у них будет, соответственно, относительно их социального капитала с вас будет списываться то количество жетонов, которое, ну, вот, это, относительно этого социального капитала. Вот, да, ниже, да. Посты продавай, Ал. Купи. Да, вот еще чуть-чуть купи. Вот видите, желтенькая, да, вот между первой публикацией и второй, вот какое-то командообразование в Китае, да, вот, то есть кто-то опубликовал эту ссылку за 800 жетонов. Вот, видите, buy for 800 tokens. Вот, то есть за 800 жетонов можно поставить свою ссылку туда. Коллеги, еще вопросы? Да. Да, кстати, знаю это. Пожалуйста.
Раз уже зашла речь про жетоны, я как новичок в ЖЖ хочу спросить, а вот, вообще, ну ладно, жетоны можно купить. Заплатить за них Яндекс деньги или там кредитные карты и так далее. Вот. А обратно, если слишком много накопится. Скоро будет, да. Ну как бы сейчас пока это делается неформально, условно говоря, да. Вот, но в ближайшем времени будет возможность выводить их либо на свою банковскую карту, вот, либо на те же Яндекс.Деньги. То есть, ну как бы возможно, просто сейчас пока только начинается их ну, как бы их движение внутри ЖЖ. Они не так давно появились. Если раньше на них можно было купить, там, допустим, только подарочки, вот, а сейчас появились вот способы монетизации и возможность покупать записи, ну, вернее, ну, как бы вот платная промо на главной странице. Вот, зайди, пожалуйста, туда, Алексей, на главную страницу. Вот, в самом верху, там вот там вот. Нет, здесь нет, но надо залогиниться. Ну, lightjournal.com, короче говоря. Вот. Ну вот сейчас начинается такое ускоренное и более масштабное движение этих жетонов, поэтому обязательно в скором времени будет их вывод. Но потому что ну, будет возможность потребность, да, возможность их зарабатывать, и появится, естественно, наверное, потребность их тратить ну, каким-то образом вне ЖЖ. Но пока только они вот именно внутри крутятся. Ожидаем появления ЖЖ-банка, да? По аналогии с остальными. Ну, кстати, вот, например, Яндекс деньги. Ну вот, видите, да, в промо самая верхняя желтенькая это аукционная промо, то есть можно вот сейчас прийти и согнать оттуда крыс-потупчик за секунду, и если предложить сумму на 100 жетонов больше, чем она. Вот, а синенькая это календарная промо, то есть вы гарантированно за определенные деньги, там в районе 6500 получается, висите 2 часа. Вот, а Мастрит, давайте покажем всем Мастрит, он внизу находится под записью, если там что-то сейчас поставили, надеюсь, что да, вот Мастрит это ставим мы, и вот в этот зелененький блочок вы сможете... Один жетон 10 жетонов $1, как-то так, кажется, да. Вот, а кстати, обратите внимание на главную страницу, вот, чтобы просто, ну, как бы, о чем я сейчас говорила, где искать интересные сообщества, да, вот сообщество, вот, популярные сообщества находятся вот справа, да, эта колонка, здесь тоже работает промо, но вот, честно признаться, лучше всего промо работает именно в промо-записи, потому что уже понятно, о чем читать, да, о чем будет запись, да, вот, ну, как бы, в промо людей и сообществ, ну, реже туда кликают. Вот, один мой день, то самое сообщество, оно вот сейчас номер 1. Вот. Всем интересно посмотреть на то, как живут люди, да, можно посмотреть вот несколько примеров публикаций. Ну да, вот кто-то мальчика какого-то повесил. Одного мальчика. Ну вот на самом деле вот так вот посмотришь, вот было бы прикольно зайти к человеку, который первой картинкой выставил своего сына. Вот лично мне нет. Мне кажется, что это очень скучно должно быть. Ну вот. Ну как бы поэтому вот важность здесь видно первой фотографии. Вот какой она должна быть, чтобы вот о вас она сказала. Нет, лучше сына давайте. Ну это уже вся запись уже. Тут, да, открыли всю запись. Один мой день, так называется, можно найти на главной странице журнала. Он поняли, да. Первый. Ну не будем тупить в него долго. Еще вопросы? Не устали? Да, вот могу рассказать одну историю, например, которая недавно произошла с Олегом Барминым. Как-то он летел в командировку, вот, не помню, он летел в Иркутск, но как-то хитро через Красноярск, потому что летели очень маленьким самолетиком, которому требовалась заправка каждые там 100 метров. Вот, и, значит, присели в Красноярске, небольшая техническая пауза, вышли в аэропорт, и с ним летел еще вот один человек, Вадим Шеремов, который вот как раз недавно у нас был конгресс, может быть кто-то видел, да, что многие, почти все послы были там,
Вот, вот они там вместе летели, и Вадим, он не блогер, и вот он зашел в туалет этого аэропорта и увидел, что там вообще адский непорядок. Вот, и он подумал, ну вот сейчас надо сфоткать. Ну, сейчас же вот Олег тоже туда пойдет, вот он 100% сфоткает, потому что Олег блогер. Вот, и, ну, естественно, Олег все это зафотал, все это безобразие. Пока они летели до Иркутска, он сочинил пост в Иркутске, он его, вернее, он его, пока готовился самолет, он его сделал, отправил, и самолет взлетел, то есть выключили компьютер. Когда прилетели в Иркутск, он уже там видит там сотни комментариев, и в итоге чем закончилось? Спустя пару дней пресс-секретарь этого аэропорта присылает, ну, как бы такой алаверды, что называется, отчет о том, что с извинениями, о том, что сейчас проходят там ремонтные работы на крыше, вот, поэтому наши бессовестные рабочие в своих грязных тапках ходят в этот туалет, и все, ну, вообще во всем аэропорту непорядок. И вот они вот фотографии, вот мы привели в порядок, все везде чисто, все везде по полочкам, вот, и вот этот отчет, собственно, он тоже опубликовал. Вот такая вот, мне кажется, прекрасная история о том, каким образом ну, как бы, блоги могут менять не только жизнь, а что в итоге вообще действительность. Практически превращается, ну, то есть мы свидетели неких появления зачатков гражданской журналистики практически. Ну, в том числе, да. Но это еще зависит от того, вот, например, у того же Олега возникла проблема с уральскими авиалиниями, да, у которых там как-то тоже мелодии какие-то были, но у них никто не мониторит блоги. И, но если мониторит, то как-то очень слабенько. Да? Вот, например, известно, что все телекоммуникационные компании, если вдруг где-то происходит упоминание, что там кто-то плохо работает, то там Билайн говно, например, кто-то пишет. Ну вот приходит человек из, ну, кто занимается блогами в Билайне, да, и такой блог-атташе, скажем, вот, и решает эту проблему. И приятно, что к тебе пришел именно сам и решил твою проблему. То есть это молодцы, кто так делает. И Ростелеком тоже так делает, да? Мы тоже молодцы. Билайн точно мониторит, а вот Сбербанк нет. Мониторит? Да, Почта России, да. Почта России, кстати, работает немножко. Они отвечают нормально, не ботами иногда. Ну, непонятное дело, не ботами, но вот ЕМС, например, тут поставили эксперимент, можно ли отправить букет почты, и вот если зайти ко мне в блог, зайди, да, то можно посмотреть, что пришло. Экспресс-доставка, ЕМС. Я как бы знала, что они давно забили на критику, но решила попробовать написать и подождать отклика. Отклик ни от Почты России, ни от кого я не получила, там просто что-то неправильно ссылка. Точку надо поставить. Не, там между LJ и РУ нет точки. Вот, это ее поставить будет там. Вот. И заказали доставку со среды на четверг. В четверг никто не приехал, то есть это должна быть доставка от двери до двери. В пятницу тоже никто не приехал, в выходные все отдыхали, ниже, там до моего печального выражения лица. Еще ниже. Вот это вот. Да, пришел вот такой вот плоский гнилой компост вместо букета. И вот ЕМС не пришел, за что ему, в общем, большой позор. Вот. А хотелось бы, чтобы вот и все компании были, готовы и к критике, и к решению этой критики, потому что, принесенные извинения это, плюс в репутацию даже после такого косяка. Негатив это хорошо, как говорят. Это есть возможность вступить в прямую коммуникацию с человеком. Ну да, потому что обычно в интернете пишут, как правило, именно о своем негативном опыте. Пишут открыто, не стесняясь выражения. Честно, чего не хотят. Друзья, еще вопросы, пожалуйста. Если наши вопросы... давайте, может, кто-нибудь расскажет о своих каких-то прикольных историях, произошедших с ними в блогах. Да, вот тут как раз было предложение у Аллы, и Алла сейчас его озвучит. По поводу Нет, мне было, знаете, очень интересно, чтобы каждый назвал свой ник.
Люди сидят, нет такого подозрения, что я с ними знакома. В автопате, может быть, стоит. Или же это оставить на... Да, давайте, кстати, сделаем так. Вот, если можно кого-нибудь попросить, блокнотик пустить, каждый вот запишет свой ник. Вот хочется, вы знаете, сверить ник и лицо. И лицо. Да, кстати, очень важно, например, тоже да, вот что называется, сейчас идет тенденция к тому, что люди открывают свои имена, то есть если раньше все сидели за непонятными никами и там юзерпиками с кошечками, да, то сейчас все идет там... Ну, да. Кстати, по поводу приватности, да. Замечательная вещь. Я давно мечтаю о том, что у нас в стране, вообще в мире появится такая вещь, как это регистрация пользователя в социальных сетях с предъявлением документов. Да, это прекрасно, мне кажется. Потому что на самом деле, по-моему, мир к этому катится. Мир к этому катится, и я считаю, что это очень позитивная тенденция, потому что, как бы вот все говорят, что вот люди сидят в интернете и только там, и никакой развиртуализации. А мне кажется, ну вот в неком случае, ну вот сейчас уже все выходят, да, из сети. Да, но вот уже это есть, потому что, да, то есть если даже вот за каким-то нелепым ником, который я вскоре поменяю, как только будет возможность, вот, я обязательно переименую свое собственное имя. Нет, не переименование, вообще вот ходят такие разговоры о том, что добавить при регистрации пользователя, допустим, скан паспорта, как это есть при покупке, допустим, доменов. Пока это, такая практика. Ну, вообще разговоры. Ходят такие? Ну, нет, у нас не ходят, но я думаю, что вообще просто, мировая практика к этому придет через какое-то время. Вот. Но опять же, это безопасность какая-то в сети, чтобы можно было вычислить их хулиганов и там, можно будет найти тролля и посмотреть его честные глаза. Не, но вот именно что касается вообще, как бы такого доверия в интернете, то на него хорошо сказывается, если человек открывает свое имя и на юзерпике видно его лицо настоящее. Это здорово. И чем реже меняется юзерпик, тем люди к вам больше привыкают. И вот, например, если вы отмечаетесь в комментариях у какого-нибудь человека, причем пишете какие-то интересные комментарии, не просто там смайлик или там прикольно. Обязательно кто-нибудь из читателей других обратит на это внимание, привыкнет к тому, что вы туда ходите, вы интересно пишете, а почему вы вот знакомитесь с таким человеком. Это вот, как бы такая фишечка, очень важная. Ну что, инициатива... По поводу истории я могу рассказать очень коротко, что у меня были определенные проблемы с мегафоном. Я пытался выйти на них через саппорт по телефону, через электронную почту, вопрос не решался. Как только я опубликовал пост, прошло буквально полдня, мне в личку постучались люди, которые дали телефон напрямую сотрудника. Вопрос решился наилучшим способом. Как раз таки один из плюсов публичности именно Live Journal, что он хорошо индексируется и соответствующий бот очень быстро находит. У них специальная машина стоит, которая ищет по всем упоминаниям. Вот, и это один из тех способов, как можно, в принципе, альтернативный способ решить вопрос, но он оказался очень эффективным. Ну да. А Почта России тоже ходит, да? Почта России тоже очень молниеносно отреагировала. Я их похвалила там, они, наверное, не пришли сказать мне спасибо. Отреагировали, более того, у меня была проблема на моем почтовом отделении, то есть они из Москвы или как они связались, вплоть до того, что в моем почтовом отделении наняли новых сотрудников. Значит, нет, ремонт нет, то есть наняли сотрудников, которых они не могли год уже, то есть у меня почта приходила с задержкой неделю минимум. Теперь вся корреспонденция день в день. То есть если хоть такой способ работы, это уже хорошо. Да, это как раз один из таких примеров, который сейчас активно развивается, именно в коммуникации бизнесов и пользователей. Именно как раз через ЖЖ и в других в соцсетях тоже, и на других сайтах, в ЖЖ это прям очень активная картинка, все это видно. Еще вопросы, пожалуйста. Там бы дальние столы там сидят. Да, давайте. Друзья. У вас там нет микрофонов, но наверняка есть вопрос. Да им хорошо без нас. Алла, Оля. В бан-лист нас, да? Я говорю, нас в бан-листах? Нет? Нет, у нас пришло... Здесь эхо, я вот... Он стесняется. Гей, до меня доходил только гей, да. Совсем другое сейчас. Вот так и рождаются, да?
У нас пришло 5 десятков блогеров, а вопросы задают только 10% по моим подсчетам, может быть, присоединитесь. Ну, вы видели, да, что... А что идею не поддержали, да, вот назвать у кого как искать в сетях? Ставим, кто захочет. Слишком время тратить на это жалко. Понятно. А вот сейчас вот везде... Захотелось просто вот читать. Так? Рано или поздно он начнет приходить, то есть с какими-то социальными сетями, да? Со своими китайскими? А чего бы нет-то? Они же там умные, мудрые, да? У них есть открытая сеть. У них интернет очень интересно. почти весь в Китае, непонятно. То есть вот, вы готовы как-то к этому? Ну, потому что вот Тёма если в ЖЖ рекламирует китайские машины, да, я у себя в блоге. Ну, это вот просто китайцы, да, пришли к Тёме Лебедеву, молодцы, не знали, кому прийти. А вы готовы как-то, чтобы удержать своих пользователей у себя? Потому что они придут резво, дерзко. Сейчас, может, прощупывают пока. Кто придет? Я просто Теги на китайском писать можно, наверное. Ты уже готов, что да, если нам придет аудитория из Китая, то нам будет только лучше, потому что их много. Если сюда придет китайская социальная сеть. Вы женский. Вот, честно говоря, мне кажется, что это вот то же самое, что разговор о конце света. Ну, как бы предпосылок пока никаких на горизонте нету, поэтому... Есть свет, говорят, включают. У нас есть представители энергетической компании. У нас здесь есть представитель энергетической компании, он может нам рассказать, предвидится ли конец света. Пусть лучше напишет в ЖЖ. Он, наверное, уже писал. Или в Твиттер. А кто? Михаил Кротиков, если я правильно помню. Конца света не будет. В принципе, это можно сказать, если опыта многоточие. Автопатия. Да, автопатия и всем дружить. Давайте вот прошу, давайте придумаем какой-нибудь блокнотик, чтобы каждый написал о том, ну, как бы, вернее, свое настоящее имя и свой, ну, как бы... А как мы узнаем, кто именно это написал? А потом, вот, мне кажется, в журнале... У нас, в принципе, у Марата уже есть определенный в ЖЖ, определенный список блогеров с фотографиями. Да, друзья, кто не видел этот список, я прошу добавиться туда. Там написано, как это сделать. Все очень просто, несколько слов о себе, фотографии. Вот. Для чего это делается? Есть идея, чтобы, первое, вы как-то задружили друг с другом, и второе, есть идея, чтобы рассказать о вас, ну, допустим, большей части ЖЖ России уже непосредственно. Но пока очень слабо, может быть, не слышали об этом, не знали, я поэтому прошу активироваться. Да, можно вот еще тоже добавлю, что очень важно рассказывать о себе, очень важно помнить свои достижения и, ну, как бы их, что называется, записывать. И вот очень многие обратили внимание, что делают верхнюю публикацию, в которой рассказывают о том, как там меня зовут, чем я занимаюсь, да, свою фотографию показывают. И ну, как бы, вот тот человек, который пришел впервые в ваш журнал, чтобы он понимал, ну, как бы не только о чем этот журнал, но и о том, кто его пишет. И вот здесь, как бы, опять же, и уровень доверия повышается к этому пользователю, и, ну, просто, ну, как больше вероятность, что с вами задружится. Вот. Так что, у кого еще нет такой публикации верхней, я рекомендую ее сделать и вспомнить все свои самые лучшие заслуги. А где ее сделать-то, я прослушала? Это верхний, да? Я ни разу не видела эту кнопку, честно сказать. Нет, это обычная запись, она делается как обычная запись, только внизу там есть всегда сверху, всегда сверху, там ставите эту галочку, и он у вас, то есть не надо ставить уже какую-то запредельную там дату, да, которая там далека от конца света, да, вот, но просто и эта запись будет всегда висеть сверху. Я бы еще предложила сказать пару слов о нашем ЖЖ-ском сообществе, которое недавно возникло в ЖЖ, и хотела бы пригласить всех туда пользователей. И ЖЖ, так называемый. Вот один из сидящих здесь блогеров недавно его основал, и пока что там небольшое количество подписчиков, но тем не менее, мне кажется, было бы интересно нам всем, если бы была бы какая-то одна площадка, где бы собирались блогеры Ижевска, не обязательно блогеры, можно и просто пользователи. И можно было бы оставлять какую-то актуальную информацию, делиться.
размещать там посты, дублировать свои о Ижевске на разные тематики? Да, вот на самом деле просто вот о городских сообществах очень хорошо это заговорили. Очень многие ну, как бы, сообщества скатываются в то, что это ну, появляется какая-то доска объявлений, там сдать, снять, доставка пиццы и прочее, да? Но как бы у вас, ну, как бы, скажем, это такая возможность рассказать о своем крае всем остальным, и, ну, как бы, это заблуждение, то, что это никому будет не интересно, кроме там вас самих. Это неправда. На самом деле, ну, как бы, из Москвы все это гораздо, ну, это очень интересно читать во всем этом. И если там будут появляться какие-то краеведческие заметки, не знаю, какие-нибудь публикации о том, как доехать в Ижевск и что посмотреть, чтобы не остаться разочарованным там, или наоборот, чтобы там свадебное путешествие, например, какое-нибудь. Ну, это, я не знаю, это все, что в голову может прийти. То есть это должна быть такая площадка, которая бы рассказывала о привлекательности города, о привлекательности всего региона. Сейчас Алексей наберет адрес на экране. А я не знаю, не помню. И ЖЖ, да, мы с тобой говорили. Кого в язычке? Сейчас надо включить. Пока, конечно, мы сейчас с вами поднимемся и продолжим то, что начали. Поедать. Кстати, вот еще тоже, по-моему, ну вот я сказала, это стоит там, появились кириллические домены, вот многие, ну, вообще изначально к ним относились не очень круто, ну, как бы, вот, например, там, иметь какой-нибудь там просто домен, там, имя, там, .rf, вот, но в ЖЖ чем хорошо, потому что вот у меня, например, ник Опыт Белон, ну, кто его запомнит, да, или как бы, как ассоциирует со мной, или каким образом потом его можно будет найти. Если я сделала кириллический домен darya.gg.rf, это легко запоминается, легко диктовать по телефону, если вдруг человеку нужно продиктовать, да, свой журнал, чтобы там не диктовать там S как доллар, там В галочкой, да, то есть это, как бы, это гораздо делает проще такую вот коммуникацию. Вот. В магазине ЖЖ можно купить себе кириллический домен, и причем не один. Если позволите, еще маленький анонс. Перед тем, как мы с вами перейдем к еще более приятным, чем простые разговоры, процедурам, да, вот, к угощению и подаркам, которые есть от компании Ростелеком, анонсирую завтрашнюю радиопрограмму Телеком, связь с телекоммуникациями, которая традиционно каждый четверг в 18:00 выходит в эфире радио «Моя Удмуртия». Вот завтра она будет посвящена конкретно проекту школы ЖЖ. И мы поговорим на тему о том, чему же научились ижевские блогеры. Чего я так послушала? Позовем ижевских блогеров в эфир и спросим, в том числе в этом радиоэфире примет участие Даша, и Марат любезно согласился прийти на радио. Так что, когда радио-то включать, во сколько? 18 часов, радио «Моя Удмуртия». Смотри. Так, а сейчас мне... Моя Удмуртия. Сейчас я наберу название ижевского сообщества. Нашли, да? Да. В интернете. Пока что там посол ЖЖ в Удмуртии размещают посты различных блогеров на тему Ижевска. Вот. Было бы гораздо интереснее, если бы сами блогеры писали, дублировали свои посты про Ижевск. Якобы по ссылке ижевского сообщества. Нет, достаточно сложно. Не залогиним, Я написал, что не залогиним. В нашем городе детям делать нечего. Да, не залогиним, да. Тебе еще больше. Что же там для взрослых такое? Я думаю, что записи этого сообщества открыты. Мне кажется, это не то. Это то. Это, да? А мы только еще сделали. Только по-английски. Вниз протяни, пожалуйста. Нет? Куда зайти? Ну просто вниз предоставьте. Ниже, да. На самом деле, внешний вид сообщества и его содержимое будет зависеть от нас. Еще ниже. Ну вот видите, уже большая котлета текста пошла. Вот кто осилится ее прочитать? Вот буквально вот здесь 4 абзаца как минимум должно быть. Есть, по-моему, еще проблема набрать этот адрес. На самом деле сложно. Да, проблема. Сделайте русский. Ну это уже вопрос к создателю.
Ничего, мы поработаем с создателем. Ну что, мы проанонсировали название Ижевского сообщества уже в журнале. Да, переходим к подаркам. У нас есть небольшие подарки для вас, дорогие друзья. О, давайте же еще обязательно сделаем общую фотографию. Это важно, да. Лук, общий лук. Тогда я предлагаю, наверное, там в конце стола перед экраном побольше места. Я предлагаю переходить туда. Да, с флагом ЖЖ. А мы будем дарить вам подарки. Так, ой, чайник такой. Спасибо всем, кто наблюдал нас. А потом, да, потом в интернете. Надеюсь, что вы провели это время с пользой. Помоги, пожалуйста. Что ты сейчас Бать не будет. Давайте мы сделаем общую фотографию у экрана. Да, пожалуйста, заходите. Пивной кофе Сергей, а? Хэштег Сергей Пивной. Марат, а он в Ижевске останется? Да. Ньюс с ним. Спасибо. Стой. Вот за ним прячемся. Я уже рассылку Теле2 ОМТС съел. Сейчас еще раз. Вкусная была. Я же много снимок. Так и будешь стоять. Что, долго еще не стоять? Еще 5 Любишь лаги любви растяжки. У меня какая кончится? У меня есть другая. Слушай, давай. Нет, у меня есть другая флешка. Сейчас. Она чистая. На мой фотик фоткать давай. Ложись на стол. И потом сексуально. Нормально. Вот самая большая. Давай. Давайте подождем всех. А меня подожди. Да, обязательно. Мне предложили лечь на стол. Я думаю, ей надо лечь на стол. Или даже лечь. Друзья, прошу, занимайте, пожалуйста, все свободное место. Я не влезть. Вперед занимаем в отношении подарка. И вы тоже к нам присоединяетесь? Ничего страшного. И вы к нам присоединитесь. Подарок. Да? Это Ольга такая высокая, красивая. Не почти все платят. Полтинник. Да. Не все приезжают. А вы скоро будете? Да, Можно за время отъебать. Приславить хотелось бы, да. Могу еще чей-нибудь фотоаппарат продублировать. А вот там большой лежит еще чей. Почему? Я Алексей. Не знаю чей. А все поместились, да? Все включаются, да? Ну вот кто справа не хочет, тот и... Ну как не хочет, нет, все помещаются. Ну как-то нужно компоноваться. Давайте даже не будет, да? Ты будешь, я его увидел. Так, где еще один? Вот уже. Там сим-карта Ростелеком. У кого еще нет пакета в руке? Кто не получил? У меня. Подарок. И ей дайте, и для меня. Еще и для вас. Для меня. А мне тоже нет. Да. Все? Я думаю, что надеюсь, что да, мы выделим.
А сюда еще, сюда. Нет, конечно же. Я никогда не получаю ответа на все свои вопросы. Дорогие друзья, есть предложение подняться на 5-й этаж и... Продом. Как выключить? Говорите громче, чуть-чуть, пожалуйста. Пожалуйста. Это потом все уходит и как сваливается. Все никто не пьяный. Я надеюсь. Так, я видела, да, я поняла сразу. Не, я же поняла, что как бы, да. Все это понятно, пожалуйста. Я другим представлял, ну ладно. А что нам не Это решил под страшным троллем. Нет. Наоборот. Маленьким белым нет. Все хорошо. А, нет, я же новую флешку поставила. Да? Хочешь? Я не задаю таких вопросов Гусаров. Ты считаешь, что трудно в журнале регистрироваться, да? Чем трудно? Там нет, там не трудно, но там нужно как бы все соблюсти. Сейчас ты все на Если ты не соблюдешь, да, то у тебя, допустим, не будет распостим. Ну это чтобы у тебя отдельно уходило на все сети. Я предлагаю пойти наверх. Кто вниз, тот вниз. Они-то знают, что ли? Нет, они-то знают, что ты предлагал? Я всем сказал. Я что-то немножко это слышала. Пока. Пока. Вот шикарно. Если вдруг, то есть я не поняла, чего ты хочешь. Сергей, что? Мы ждем наших коллег. Можете хорошую вещь. Ты что на рынок идти торговать? А здесь не покупай, там не покупай, бери у меня, да? Че вы? Пошли ли там? Ты проводишь на 5-й этаж? Ты же сам найти дорогу сам. А вот как уходишь сразу направо и наверх. Хороший лук у тебя сегодня, Сережа. Я оценила. А вы? Да? Продолжить общение на 5-м этаже. Нет, сейчас у меня вопрос есть один, а потом посложим. Потому? Господин посол, это можно там делать наверху. А там, вот много там будет много народу, я лучше здесь, если можно. Я бы хотел закрыть это помещение. А? Закрыть помещение хотел. И, конечно, я поэтому говорю. Предлагаю пойти на 5-й этаж, мы к вам присоединимся. Там много закоулков, вот, пожалуйста, да? Я считаю, что первый шаг.
Нет, СДК. Я бы отдал свой. Я не знаю, даже. То есть, по кого положено, я пытался сильно обладать. Я запомнил свой заказ. Мы знаем, как называют китайскую женщину ребенка. Я слышу, я вас видел. Внимательно желаем наблюдать. Все те, кто говорили в микрофон, слышно прекрасно. Все те, кто из того угла что-то шептали, ну уж извините, мы не волшебники. Кто говорит? Самый лучший микрофон, волею судеб. Ждем, когда мы сможем выйти